Программа «Ответы на вопросы». Сегодня у нас 30 сентября 2023 года, и я отвечу на вопрос, какие бы рекомендации вы бы дали тем, кто хочет уехать из России. Повторяю вопрос еще раз. Какие бы рекомендации вы бы дали тем, кто хочет уехать из России? Ну, соответственно, давайте начнем отвечать на данный вопрос. Прежде всего, вы должны четко понимать, с какой целью вы уезжаете из Российской Федерации, на какой срок вы уезжаете из Российской Федерации. Должны четко понимать, что, возможно, вы туда уже не сможете вернуться ввиду возможного отсутствия данного государства в будущем. И вы должны четко понимать, какими ресурсами вы обладаете для отъезда, да? И также должны понимать, что вас сближает с Российской Федерацией в плане того, какое имущество и какие связи у вас остались на территории Российской Федерации. То есть вот эти факторы вы должны принять в расчет, прежде чем принимать это решение. Ну и также вы должны выбрать то небольшое количество государств, которое еще осталось, которые открыты для въезда граждан Российской Федерации. Вот. Конкретно по странам я пройдусь чуть позже, пока такие общие моменты, которые нужно знать. То есть четкое планирование, оно никогда не помешает, и вам нужно четко планировать и знать. Для того, чтобы знать соответствующую информацию, вы можете воспользоваться рядом телеграм-каналов, которые я дам, ссылки на которые я дам в описании к этому видео. На этих телеграм-каналах сидят люди, которые являются специалистами по соответствующим странам, и они вам помогут решить ряд вопросов и ответить на ряд вопросов, которые у вас могут появиться по соответствующим государствам, да? Чтобы это вы четко понимали. Дальше. Я бы рекомендовал вам, если у вас, допустим, у вас есть какое-то имущество на территории Российской Федерации, или даже если у вас нет имущества, но у вас есть телефоны, сим-карты российских операторов, да, либо есть банковские счета российские, там какие-то и так далее, даже если на них нет денег и прочее, я бы рекомендовал вам сделать доверенность на территории Российской Федерации и сделать ее на имя человека, кого вы доверяете. Да? Соответственно, доверенности бывает генеральная доверенность, в соответствии с которой вы полностью доверяете все свое имущество, все операции от вашего имени этому человеку, да? Либо же доверенность бывает на конкретную операцию. Например, вы хотите свою квартиру продать, но не успели. Вы делаете доверенность, что вот именно вы этому человеку доверяете продать эту квартиру, прочие разные пункты, которые обязательно должны быть в соответствующей доверенности. Это все необходимо согласовывать с нотариусом, с риэлтором, да? Прежде чем делать такую доверенность. И, соответственно, все это прописываете, идете к нотариусу, и нотариус делает, там, по-моему, 2000, 2500, там, 3000 стоит сделать такую доверенность. Да? Это вот желательно такую доверенность сделать, потому что решать такие вопросы без присутствия вашего на территории Российской Федерации, это очень сложно. Да? То есть иногда невозможно в некоторых государствах, а в некоторых государствах это очень сложно. Вот. То есть зачем себе усложнять жизнь, это будет стоить вам в несколько раз дороже. Дальше, ну, по генеральной доверенности человек может делать все. То есть я бы рекомендовал вам иметь доверенность, в соответствии с которым тот человек, которому вы доверяете, может распоряжаться вашими банковскими счетами, допустим, решать вопросы с сим-картами мобильных операторов. То есть если они были заблокированы, а вы находитесь на территории другого государства, да, то вам нужно решить вопрос, чтобы другой человек мог от вашего имени пойти к оператору и, соответственно, разблокировать эти сим-карты. Потому что из-за пределов из-за границы это сделать невозможно. А вам ваши номера, они очень сильно могут понадобиться в будущем. Да, вот имейте это в виду. То есть запомните, генеральная доверенность, обычная доверенность, разные доверенности, желательно их сделать еще находясь на территории Российской Федерации. При этом нужно иметь в виду, что человек, на кого вы делаете доверенность, ну, это человек, которому вы должны реально доверять. Да, потому что по доверенности, в принципе, человек может сделать все, что угодно, как бы, с вашим имуществом, в том числе присвоить себе. То есть, да, вот эти моменты тоже нужно иметь в виду. Следующий момент касается того, что если вы уже находитесь за пределами Российской Федерации и доверенность вы не успели сделать, да, то не обязательно решать этот вопрос через консульство Российской Федерации. Вот на примере государства Турция я могу объяснить, что консульство Российской Федерации можно не использовать, потому что существуют огромные очереди в консульстве Российской Федерации, чтобы все это сделать. Да, это требует много-много времени, а, как вы понимаете, времени у вас может и не быть соответствующего. Да? По этой причине, как вариант, в Турции вы можете это делать через нотариусов.
В Турции есть нотариусы турецкие, называются нотар, да, там, и так далее. Там в разных городах, ну, они совершенно точно больших, их много, этих нотариатов. И при них обычно есть присяжные переводчики, в том числе русскоязычные присяжные переводчики, так называемые. И вот эти присяжные переводчики, они без проблем могут сделать, перевести соответствующую доверенность. В общем, процедура выглядит следующим образом. То есть, например, вы хотите сделать доверенность на продажу квартиры, находящейся на территории Российской Федерации, хотя сами находитесь в Турции. Что вы делаете? Вы идете в соответствующий нотариат, оформляете там, соответственно, бумагу, то есть согласовываете с российским нотариусом, как должна соответствующая доверенность выглядеть, да? Текст, согласовываете текст. Дальше этот текст приносите присяжному переводчику в Турции. Присяжный переводчик переводит его на турецкий язык, русско-турецкий, да, присяжный переводчик. И дальше идете в нотариат вместе с этим присяжным переводчиком, который работает при соответствующем нотариате. И там турецкий нотариус, соответственно, все это на турецком языке делает реальную доверенность. Да? То есть печать, подпись, ставит в базу данных свою, вносит и так далее. И вам даются бумаги соответствующие. Там на этих бумагах ваша фотография будет, там и прочее, прочее. Ваши данные, там, данные ваших паспортов, там и так далее. После этого вы отправляете эту доверенность, вернее так, после этого вы должны апостилировать ее в Турции. Для этого вам скажут, куда нужно сходить. Да? Ну, допустим, в городе Мерсин это здание мэрии. Вам нужно пойти в мэрию, там в этом же здании сидит и, соответственно, те, кто апостилирует. Они ставят апостили, свои печати. И с этими печатями вы берете эту, соответственно, апостилированную доверенность, посылаете ее, значит, не обычным письмом, чтобы ее не украли, там, да, а каким-то образом находите способ послать это письмо на территорию Российской Федерации. Вот. Тем людям доверительным, да, то есть кому вы доверили эту доверенность, чтобы они могли произвести соответствующие операции по тем вещам, которые вы сказали. И там уже их на основе этой турецкой доверенности российский нотариус их, соответственно, обратно переводит на русский язык, там проводит определенные процедуры, и в принципе это работает. То есть схема абсолютно рабочая, и она, в отличие от варианта с консульством, когда нужно ждать очень много дней, да, там, месяцев, там, да, для того, чтобы записаться на очередь, это очень быстрая схема. То есть она гораздо быстрее, можно сделать там буквально за неделю, за два сделать весь процесс, весь этот процесс, да, вот. Вот, имейте это в виду. То есть в разных государствах разные правила. В некоторых государствах нельзя вообще уже россиянам, консульства российские закрыты и прочее, прочее. Нотариаты не работают, да, то есть каких-то соглашений межгосударственных нету, поэтому вот эти схемы не работают. Вот. В случае с Турцией работает. Я уверен, что то же самое касается и Казахстана, и Грузии, и Армении, и Узбекистана, и Кыргызстана, и вот прочих государств, которые вот я назвал, и, возможно, ряд других, да, вот в этих государствах все это прекрасно работает, я так предполагаю, да, гарантировать не могу, вот, но в Турции это точно работает, я как бы знаю это уже не понаслышке, скажем так. Вот, теперь, что касается, значит, генеральной доверенности, я это вам сказал. Следующий момент, который вам нужно четко понимать, и чтобы вы это как бы сделали, это вопрос с паспортом. То есть у вас, если у вас есть заграничный паспорт Российской Федерации, и он 5-летний, я вам настоятельно рекомендую максимально срочно сделать себе 10-летний заграничный паспорт Российской Федерации. Да, то есть, потому что, когда вы уезжаете, вы не знаете, на какой срок вы уезжаете, будет ли у вас вообще возможность вернуться, будет ли это вообще безопасно, и прочие моменты, да? И захотите ли вы вообще возвращаться и так далее. И даже если вы не захотите, возможна ситуация, что когда вы из одной страны в другую, чтобы въехать, вам нужен действующий паспорт. Даже если все эти страны, в которых вы хотите быть, находятся за пределами России. И если у вас нет действующего паспорта, но при этом вы не успели приобрести гражданство какого-либо другого государства, то вы не сможете это сделать. У вас нет документа, который позволяет это сделать, потому что он истек. Да? И чтобы у вас не было этих проблем, я настоятельно вам рекомендую максимально быстро сделать себе 10-летний заграничный паспорт. Более того, если у вас был другой паспорт, тоже 10-летний, например, да, вы, но, допустим, по нему там
осталось менее чем 5 лет, например, да, может быть, даже 8 лет и менее осталось, да, как бы, то есть у всех разные, да, там критерии, но если осталось менее 5 лет, это уж совершенно точно, то я настоятельно рекомендую сделать новый 10-летний паспорт. То есть, если у вас будет новый 10-летний паспорт, это будет лучше. И все паспорта берите с собой. Да, то есть, как бы они лишними не будут. Дальше. Следующий момент касается, значит, вывода активов. Да? Вот смотрите, тут нужно понимать следующий момент. Здесь действует принцип спасения утопающих, дело самих утопающих. То есть весь мой экспириенс и мои наблюдения за тем, что происходит в мировой политике по отношению к гражданам Российской Федерации, показывает именно то, что именно это и происходит. То есть спасение утопающих – это дело самих утопающих. Никто вас спасать не будет, никто вас ни в каких государствах не ждет, никому вы нафиг не нужны. Вы нужны только как, вот если вы, значит, оппозиционный деятель там, и прочее, вы нужны как некая марионетка в их руках для того, чтобы вы шатали режим, да, чтобы вы шатали путинский режим. Это все. Как бы, да. В других целях вы абсолютно никому не нужны, возможно, за каким-то мелким исключением. Бежите вы от мобилизации, не бежите, значит, хотите, поддерживаете в Украину, не поддерживаете и так далее, да, то есть прочие моменты. То есть никто нигде вас с распростертыми объятиями не ждет. Это означает, что когда вы прибываете в какое-либо государство, то с высокой вероятностью все, кто там находится, включая само это государство, они будут пытаться вас ограбить. Они будут пытаться вас ограбить, и это будет выглядеть разными способами. Да? Например, в Турции повысят резко, соответственно, цены за разные нотариальные услуги, да, повысят разные цены за то, чтобы там открывать какие-то банковские карточки турецкие, да, ужесточат условия по их открытию там, и прочее. Да, то есть это будет выглядеть так. По автомобилям то же самое сделают, там, введут какие-то законы, которые будут мешать там, да, или, например, сделают какие-то районы закрытыми для ВНЖ, да, соответственно, в этих районах, даже если вы будете арендовать жилище, вы не сможете получить ВНЖ, чтобы стимулировать то, чтобы вы в этих районах не жили, а жили в каких-то других районах. Ну, в принципе, с другой стороны, это логично, с точки зрения интересов государства. Возможно, каким-то государствам выгодно, чтобы иностранцы концентрировались в определенных районах, а в каких-то районах их много слишком не концентрировалось. То есть, в принципе, это логично. И сами государства юридически имеют право сами устанавливать такое законодательство. Да? Поэтому в какой-то степени не все, что я говорю, возможно, обосновано. Да? Это тоже нужно понимать. Ну, то есть, но основной момент вы, наверное, надеюсь, поняли. Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. То есть, если вы утопающие, вы бежите от путинского политического режима или по каким-то другим причинам, не думайте, что другие государства, которые, значит, формально не поддерживают путинский режим и против него, что они будут как-то рады вашему присутствию и тому, что вот вы из путинского государства убежали. Ну, абсолютно нет. Вас, возможно, будут воспринимать как, значит, гражданина России. Вот. И, соответственно, раз вы гражданин России, значит, вы должны быть подвергнуты санкциям. Да? И вы знаете, сейчас санкции, они связаны с получением виз, невозможностью въехать в шенгенские страны. Сейчас там в ряд государств Европы невозможно на своих автомобилях въехать и прочее. То есть вот эти моменты вы имеете в виду. При этом, как бы, то есть действует политика двойных стандартов. Да? Я сейчас уже более глубоко не буду туда уходить, но вот вы просто имеете в виду, да, что такие моменты есть. И, к сожалению, нет никакого, значит, надгосударственного органа, который бы эти вопросы мог бы регулировать. То есть куда бы вы могли бы обратиться. Например, вы едете в какое-то государство, да, и вы совершенно точно знаете, значит, поддерживаете их цивилизацию, да, и против путинского фашистского мира, да, а вас дискриминируют каким-то образом, да, и вы не можете обратиться ни в какой надгосударственный орган, который могло бы это государство приструнить. Да? То есть какой-то пограничник, какой-то таможенник, какие-то государственные органы соответствующего государства будут, значит, имеют возможности все вас не слушать и не мешать. У нас нет глобального мира, где было бы какое-то мировое правительство и мировой надгосударственный орган, который бы все это регулировал. Да? Поэтому в условиях отсутствия мирового правительства вот именно такая ситуация будет. А сейчас у нас идет процесс деглобализации, поэтому как бы в ближайшем будущем никакого мирового правительства не будет, и, соответственно, надгосударственного органа, который бы все это сделал, не возникнет в ближайшем будущем. То есть пока вот война идет, там она
по-видимому, затягивается там, и какие-то другие моменты, да, дегуманизационные там, и прочее, прочее. Там, интересы глобального юга, так называемого, там, да, которые, значит, тоже очень себя иногда двулично ведут. Да, вот представители вот этих колонизированных народов в прошлом, которые, соответственно, избавились от своих колонизаторов, от тех империй, которые их колонизировали, а сейчас и при этом не различают тех, кто значит, борется с колониализмом на своей собственной территории. Ну, вы же все прекрасно знаете, что коренные народы Северной Евразии, колонизированные Российской империей, они в точно таком же положении находятся, как и индусы, да, как и представители многих государств Латинской Америки и прочее, прочее. Да? Ну, то есть, ну, почему-то не видно такая колониальная солидарность, да, вот этих народов. Да? То есть, а если ее не видно, то это означает, что мы наблюдаем за двойными стандартами, двуличием и лицемерием. Да? И ну, просто элементарным незнанием ряда вопросов, и этот пробел в знаниях соответствующих людей глобального юга, так называемого, нужно, соответственно, прояснять, объяснять и так далее. Потому что, ну, с их точки зрения, у них логика простая, что вот их, допустим, с Индией, если мы посмотрим, да, вопрос. Индия была колонией Великобритании, вот они думают так, Индия была колонией Великобритании. Элита там сплошь англоязычная, да, в Индии. Соответственно, но в целом у них мысль такая, что вот мы жили в Индии, значит, были колонии Британии, да, и вот как бы история у нас с Путиным, да. Значит, путинская Россия против США, против западной цивилизации, там, и так далее, и так далее. Ну и, к сожалению, многие значит, люди из Индии, они могут размышлять следующим образом, что враг моего врага мой друг. Логика простая. И они думают, что США это какая-то англоязычная страна, якобы. Это вот якобы представители того англосаксонского мира, которые, значит, колонизировали Индию, и поэтому это в какой-то степени не совсем наши друзья. И поэтому в прошлом, ну, раз они в прошлом колонизировали Индию, да, и поэтому, а вот Путин, они же не колонизировали Индию, значит, соответственно, я не против США, да, против западной цивилизации, соответственно, возможно, стоит с Путиным торговать, там, покупать оружие, там, как-то другими методами и прочее, прочее. Да. Тут нужно четко прояснять Индии там, и другим государствам, да, что вообще-то на территории Северной Евразии было много разных государств и много разных народов, которые были колонизированы, точно так же, как индусы и те государства, которые были на территории Индии, были колонизированы Британской империей. И в этом плане мы от индусов ничем не отличаемся. Мы такие же колонизированные народы, как индусы, как вот история была с рядом латиноамериканских государств и прочее, прочее, да? Африканских государств и так далее. Да? То есть, поэтому четко нужно дать им понять, что мы жертвы точно такие же, как были жертвами они. Но они от своих колонизаторов избавились, а мы на текущий момент не избавились. И когда они, избавившись от своих колонизаторов, да, соответственно, от своих империй, значит, поддерживают другую империю, потому что их лидер произносит слово антиколониализм, то они тем самым показывают, что они лицемеры и применяют двойные стандарты. Потому что мы тоже, как и они, имеем право избавиться от своих колонизаторов. Они избавились от Британской империи, да, они избавились от каких-то других империй, которые их захватывали, да, их территории там, и так далее. Да. А мы имеем право избавиться от Российской империи. Поэтому, уважаемые представители глобального юга, задумайтесь над этим вопросом. Я понимаю, что вы по-русски, многие из вас не разговаривают, и вы это не понимаете. Да? Но вот если кто-то этим займется и откроет глаза на судьбу народов Российской империи, на геноциды, этноциды, лингвоциды, которые с ними происходили, и резонно задаст им вопрос, на каком основании вы поддерживаете колонизаторов, на каком основании вы поддерживаете фашистский, значит, режим Путина, да? Некоторые из вас поддерживают, да, не все, но некоторые, да, и прочее. Значит, вы такие же колонизаторы, как и те, которые колонизировали вас в прошлом. Вы ничем их не лучше. Вот, собственно, ответ на вопрос, и это надо четко понимать и четко ставить акценты в этих вещах. То есть разговор со странами глобального юга, с народами глобального юга и прочее, да, должен быть именно такой. Необходимо им четко разъяснить, показать историю так называемой Российской Федерации. А то у них розовые очки. А то вот они думают, что вот,
значит, страны севера, западной цивилизации их захватили, они были колониями таких-то государств. Вот там в Алжире там не любят Францию, потому что там французы их захватили. Значит, там в какой-то стране там англичане захватили, в какой-то испанцы там захватили, там, и прочее, прочее. А типа Россия, великий Путин пришел, он против французов, англичан, значит, испанцев, значит, он такой хороший. Он еще произносит слово антиколониализм. Ну, то есть, ну, я вам просто объясняю, уважаемые представители глобального юга. Да? На территории Российской империи, так называемой, был не один геноцид ни одного народа. И народы Российской империи страдали не меньше, чем, допустим, в государстве Индия. В государстве Индия я не помню, что были какие-то массовые геноциды кого-либо. Именно поэтому там живет более миллиарда человек. На территории огромной Северной Евразии живет там 140 с лишним миллионов человек всего лишь, да? Ну, в том числе это благодаря Голодомору, который был устроен против башкир в 20 веке, да? Там, и во время башкирских восстаний погибало там огромное количество людей и так далее, и так далее. И это же касается, допустим, совсем недавний случай, это случай с чеченцами, это геноцид чеченцев, да? И так далее. Не говоря уже там про политику этноцида, лингвоцида и прочих разных моментов. Поэтому все эти моменты необходимо пропаганде, в том числе западной, разъяснять странам глобального юга на их языках. На испанском, там, на каких-то местных наречиях, значит, африканских народов, на французском, да, на наречиях народов, которые живут в Индии и так далее. То есть нужно им объяснить, что мы с ними одной крови, что мы, соответственно, все против империй, которые хотят захватить наши территории, колонизировать нас, осуществляли против нас геноцид и продолжают осуществлять против нас этноцид и лингвоцид, да, и так далее. Вот. И что мы ничем не хуже, чем индусы, которые имеют свое государство, мы ничем не хуже, чем, значит, какие-то другие государства, которые имеют, чем какие-то другие народы, которые имеют свои государства, там, и прочее, прочее. Все это нужно объяснять, да? Вот. Ну, Индия, я просто в качестве примера привел. На самом деле у Индии там, допустим, они сокращают покупки российского вооружения, это уже известно, как бы, да. И, в принципе, Индия, она, с какой-то точки зрения, ее можно считать близкой страной к западной цивилизации, да, то есть, как бы, там по уровню жизни не очень хорошо, но, как бы, в плане того, что, значит, они явными сторонниками Путина и путинского режима, такими явными, они точно не являются, как бы, да, это, я просто в качестве примера это привел. Вот. И если вы почитаете книгу, кстати, Заки Валидова «Воспоминания», там он пишет про то, каким образом, там, когда они провозглашали Башкортостан, как он общался с индусами, там, да, и какие там у них были надежды, там, что вот, там, деколонизированный Башкортостан, там, в это же время Индия, там, значит, обретает независимость от Британской империи, там, и прочее, прочее. То есть, ну, почитайте, там очень есть над чем подумать, да? Где сейчас Индия и где сейчас Башкортостан, да? То есть, вот, как бы, да? Сравните просто результат, да? А мы виноваты лишь в том, что мы находимся на той территории, где находимся, и она контролируется этим фашистским государством, да? Вот. Сравните нас с казахами, да? С Башкортостан и Казахстан сравните. То есть мы виноваты лишь в том, что мы находимся севернее Казахстана, севернее них. Поэтому у нас нет своего государства. Вот. Ну, это единственное. То есть, как бы, мы были не Башкирская СССР, а были Башкирская АССР. И поэтому у нас сейчас нет независимого государства. Они были Башкирской СССР, да? Не в составе России. Поэтому, когда они распались, они обрели независимость. И поэтому их численность казахов резко выросла, когда они обрели свое государство. Их доля населения резко выросла. И если мы открываем Forbes казахский, то мы видим там, что 90% фамилий миллиардеров в Казахстане — это этнические казахи. Это означает, что у них есть своя казахская буржуазия, своя казахская элита, которая, в принципе, они, собственно, получают образование на Западе и прочее, прочее, и дрейфуют в эту сторону. Вот и все. И у них, в принципе, хорошее, нормальное будущее видится, если они удержат свои границы. И тут надо говорить не только про Россию, но и про Китай. Да, как бы вот два этих направления, Россия и Китай. Если они смогут удержать границы свои, вполне возможно, что они это смогут, то у них будет очень хорошее будущее, рост численности казахского населения, рост благосостояния, рост ВВП на душу населения и так далее, и так далее. Да, то есть просто сравнить. И у нас, да, полный упадок, деградация,
люди должны подыхать за русско-фашистский мир, превращаться в пушечное мясо и в фарш, ну и так далее, со всеми последствиями. Ассимиляция, там, забывание своего родного языка и так далее, и так далее. Так, это такое небольшое лирическое отступление. Давайте продолжим, значит, по поводу тех тем, то, что я говорил. Да? Я начал говорить про спасение утопающих, это дело рук самих утопающих, и здесь вот важные моменты, которые нужно иметь в виду. Сейчас я их расскажу вам по поводу разных государств. Значит, смотрите. Те государства, куда больше всего уезжали россияне после того, как началась эта война, их специфику давайте я расскажу. Смотрите, значит, Турция. Турция. Можно въехать на 60 дней, потом еще на 30 дней продлить. 90 дней. Без ВНЖ, без визы и так далее. Граждан России. Есть нюансы. Нюансы, связанные с тем, что раньше можно было делать туристическое ВНЖ. То есть вы снимаете там квартиру, на основании этого подаете туристическое ВНЖ, да, то есть икамет так называемый должны получить. Соответственно, раньше это было вообще на год, потом сделали, это где-то вот, раньше, я имею в виду первую половину 2022 года, потом сделали на полгода, и начиная после 16 декабря 2022 года перестали давать очень многим россиянам первичное туристическое ВНЖ. То есть, если ты снял квартиру, живешь там в Турции, то ВНЖ тебе не дают. Значит, когда вышел срок, ты должен уехать. И тут возникает вопрос, что же делать? Я вам отвечу, что делать. Смотрите. Я хочу сейчас в разные нюансы глубокие погружать вас не буду, потому что я много чего могу про это рассказать. Я так вкратце расскажу, значит, такие некоторые аспекты. Вот, например, я знаю людей, которые там прожили 1,5 года. Им ВНЖ после 16 декабря 2022 не продлили. И они 1,5 года там прожили. Да, соответственно, лишний год, считайте, там больше, чем год. И что после этого произошло? А после этого произошло следующее, что они на границе выехали на самолете, да, когда вылетали в аэропорту, их заставили заплатить штраф в сумме до $500 на человека. Точную сумму не помню. До $500 на человека. Прожили больше, чем год лишний. То есть 1,5 года прожили. И запрет на въезд в Турцию на 3 месяца. Вот, собственно, санкции. Вот они только такие оказались. Да? И в большинстве случаев санкции именно такие. То есть получается, что эта история такая же, как с повестками. То есть вот вам прислали повестку, чтобы вы явились в военкомат. А вы просто взяли повестку, сожгли и не пошли в военкомат. Что вам за это будет? Ну, вообще-то за это вам будет штраф. То есть вот в предыдущих случаях, то есть в той мобилизации, в той волне мобилизации, которая была еще, первая волна, так называемая, после сентября 2021 года, да, 22 года, которая была. Вот. Люди, которые просто не пошли по повестке, для них выписывают штраф. Там 3000 или 5000 рублей. Все, никаких больше санкций. Если пойдете в военкомат, вас там поймают, отвезут и сделают все, чтобы вас отправить на фронт. Как бы, да? Вот. Поэтому, по-моему, лучше понести наказание в виде санкций, штраф там до $500 и невозможности въехать в Турцию на 3 месяца, чем, значит, уезжать из Турции. То есть, как бы, да, вот имейте это в виду. То есть, такие варианты тоже существуют. Насколько мне известно, сейчас там нет такого, что повально идет облава везде. Проверяет, что живете вы по адресу, не по адресу, там, значит, есть у вас ВНЖ или нет, там, и так далее. То есть такого нет. И даже если вдруг будут облавы, вас поймают и выяснится, что вы без ВНЖ находитесь в Турции, то государство Турции вас не депортирует специально в Россию. Государство Турция обязывает вас покинуть Турцию, а куда именно вы покинете государство Турции не интересует. Для них главное, чтобы вы покинули Турцию. И у вас есть прекрасная возможность, там дается какой-то срок, я точно не помню, по-моему, 10 дней, там, я точно не помню, когда они вот такую соответствующую делают бумагу о том, что вы должны покинуть территорию Турции, да, ввиду того, что ваш срок вышел без ВНЖ. Так вы после этого можете спокойно въехать в Грузию, в которой, как гражданин России, вы можете жить год и более. Да?
год, а потом делать визаран. По поводу Грузии я сейчас говорю, да, то есть отдельно будет про Грузию, отдельно про Аргентину, отдельно про США, отдельно Казахстан, Кыргызстан, разные другие страны и так далее. Да, вот смотрите, сейчас давайте пока про Турцию. Значит, в Турции вас, как бы, вы можете выехать в Грузию, находиться в Грузии до года, потом сделать визаран, то есть пересечь границу из Грузии куда-то, например, обратно в Турцию, там, да, на один день, там, на полдня, на 5 минут, и обратно въехать в Грузию и продолжать следующий год жить. То есть в Грузии вы можете жить без никаких виз, год живете, делаете один раз в году визаран, то есть пересекаете границу Грузии с другим государством. Можно пешком переходить границу, можно на машине, можно самолетом вылетать. Тут не имеет значения, главное, что вы из Грузии вылетели. То есть, как бы, из Грузии куда-то ушли, да, и обратно в Грузию въехали. И продолжаете жить в Грузии. Все. То есть, на текущий момент такие законы. И они были такими же год назад. Да? Вот. То есть, с Турцией вопрос решается тоже так же. То есть, если вас все-таки, значит, решили депортировать из Турции, вы платите штраф, который относительно небольшой, с моей точки зрения, да, и вам запретили на 3 месяца въезжать в Турцию, ну, вы можете приехать в Грузию, пожить в Грузии 3 месяца, потом обратно въехать в Турцию. Вот, пожалуйста, для вас вариант. Плюс еще такой небольшой лайфхак. В Турции вы можете подать на ВНЖ официально через сайт, и пока ваше дело рассматривается, считается, что вы легально находитесь в Турции. И вы можете там в календаре выбрать максимально далекую дату. То есть, вот, допустим, грубо говоря, там вы 2 месяца 60 дней находились, и в последний день своего, значит, дня, там 60-й, подаете эту, значит, аппликацию, да, на ВНЖ там, и прочее, у вас, ну, вы это знаете, что вам откажут, да? Там, может быть, у вас нет договора аренды, еще что-то, там какие-то документы неправильные там, и так далее. То есть, но вы подали. И вы выбираете в календаре дату встречи в ГОЧ, это орган, который вот этим всем занимается, да, максимально далекую, да. И вот то время, пока вот это, там, это может месяц быть, там, может еще больше, да, пока ваша заявка рассматривается, и пока вас пригласят в то место, вы легально живете. Потому что вы официально подали документы, и вы как бы надеетесь, что вам дадут ВНЖ. Вот. И даже если вам его не дадут, но вам дадут бумажку, которая будет датирована тем числом, когда вы явитесь в ГОЧ, да, там будет видно, что вот именно с той даты, когда вы явились в ГОЧ, а вы сделали, чтобы эта дата была максимально поздняя, вы, соответственно, уже должны там в течение нескольких дней покинуть, так как не получили ВНЖ, Турцию. Вот, собственно, и все. Поэтому, как бы, вопрос с Турцией, он, как бы, ну, вот такой. То есть, когда я жил в Турции, я знал многих людей, я даже ездил на машине, водил людей в ГОЧ, там были совершенно разные, очень интересные случаи. Особенно их много было в октябре 22 года, в сентябре, в октябре, когда они бежали от мобилизации. Там были люди, у которых был такой трембл от страха, то есть они прямо излучали страх, да, такой ужас. Такое ощущение, что военный комиссар их поймает и сделает из них, в мясорубке прикрутит и сделает из них фарш. Вот такие вот люди были, прямо, которые вот, прямо чувствовалось, что они очень боялись. И, в принципе, они правильно делали. То есть они успели, я их привез как-то в ГОЧ, они успели икомет получить в начале декабря, да, до того, как перестали туристические ВНЖ давать. Потому что после 16 декабря туристические ВНЖ давать перестали. А вот эти люди успели получить. Как бы, да, то есть, видите, повезло. Бывали люди, которые, значит, соответственно, уезжали, ну, как сказать, ну, совершенно разные люди, поэтому я, как бы, много таких историй повидал. То есть, в основном это был мужской пол, призывного возраста, да, вот так вот, давайте скажем. То есть, люди семейные, там было не так уж много. Вот. Что еще нужно иметь в виду про Турцию? Так, про Турцию, ну, давайте про автомобили скажу. Про автомобили, значит, соответственно, если вы из России едете в Турцию на автомобиле, вы, скорее всего, будете ехать через Верхний Варс. Верхний Варс — это граница между Северной Осетией и Грузией. Соответственно, вы въезжаете на машине в Верхний Варс, обязательно делайте страховку, потому что если не сделаете страховку, придется платить штраф, который больше. Дальше, при выезде, да, из Грузии, дальше, соответственно, там мимо Тбилиси проезжаете, потом огромная дорога до Батуми, прямая, красивая, едете до Батуми,
там очень все живописно, красиво. И приезжаете в Сарпи. От Батуми очень недалеко Сарпи. В Сарпи, соответственно, переходите границу, приезжаете в Турцию. Там что нужно знать? Значит, если у вас машина на российских номерах в Турции, то вы имеете право 2 года с момента въезда в Турцию на этой машине ездить. Но на этой машине можете за рулем сидеть только вы. То есть даже если вы рядом сидите, а рядом член вашей семьи, либо друг, либо еще кто-то, так нельзя. Только вы имеете право управлять этой машиной. Такие правила. Дальше. Вы не имеете права эту машину в Турции продать. То есть, соответственно, как бы вы не можете сдавать ее в аренду, да, и прочее, прочее. Если вы находитесь на территории Турции больше, чем 2 года на этой машине, то будут огромные штрафы за ее нахождение на территории Турции. То есть, да, это срок такой, максимум 2 года. Дальше. Есть там нюанс, связанный с тем, что, значит, если вы из Турции на самолете улетаете куда-то, например, машину оставили, то вы должны в таможенной зоне определенную бумагу заполнить, что ваша машина там стоит, и вот вы улетаете там на самолете туда-то, да? Потому что если вы это не сделаете, то будет штраф. Вот мне известны люди, россияне определенные, да, которые из Турции улетели, потом вернулись, их было всего не было недели в Турции, и им пришел штраф $1000. За что? За то, что просто не заполнили бумажку о том, что их машина на российских номерах где-то там стоит. То есть это имейте в виду такие нюансы, да, то есть они есть, и их нужно делать. Естественно, вам нужно страховку на машину оформить, она там очень копейки стоит, да, то есть недорого. Вот эти таможенные зоны, они есть практически во всех городах, в Анталии есть, значит, в Мерсине, где я жил, есть, это около порта находится и так далее. То есть это, в принципе, в определенных чатах, телеграм-каналах всю эту информацию можно найти. Дальше, что касается автомобилей, сказал, времени пребывания в Турции рассказал. Значит, дальше, в Турции работать нельзя. В Турции работать нельзя без разрешения на работу, соответственно, но это не какая-то бумага, как в Штатах, которая называется work authorization, да? То там в Турции по-другому. Просто тупо, если вы, значит, приехали как турист, даже если вы получили ВНЖ, либо купили там недвижимость, либо, значит, как арендовали недвижимость, соответственно, да, и так далее, живете там, то есть вы зарабатывать там легально не имеете права. Но открывать бизнес вы имеете право, но в этом бизнесе должны быть наняты определенные турецкие сотрудники в том числе. Вот такие есть нюансы, их просто нужно понимать, то есть, да, как бы, и знать заранее, вот, чтобы не было неприятных ситуаций. Но при этом вы спокойно можете работать удаленно. То есть, если вы работаете удаленно, с этим никаких проблем нет. Через интернет работаете удаленно. Получается, что вы работаете не на Турцию, то с этим вопросов вообще и никаких проблем с этим нет. Вот. Интернет там стабильный, хороший. В принципе, ну вот так вот. Там есть еще вопросы, связанные с телефонами. Ну ладно, это уже отдельная тема. Это как бы... Ну, раз я это сказал, давайте обозначу. Там есть телефоны, которые... Там есть iMEI у каждого телефона, и эти iMEI должны быть турецкие. Потому что если вы, допустим, привезете какие-то телефоны не турецкие, российские, украинские, белорусские, там любые, то, соответственно, через какое-то время, через 2-3 месяца, они заблокируются по iMEI, если вы туда ставите турецкие сим-карты. Ну так вот, они просто сами возьмут и заблокируют. Да, и вам придется платить огромные деньги, чтобы их разблокировать, растаможить, так сказать, потому что они защищают своего производителя там и прочее, прочее. Нюансы знаете, да, как бы. И есть возможность, значит, скачать приложение Едавлет и разблокировать их там. То есть скачать приложение Едавлет, пойти в ПТТ, заплатить там, по-моему, 2 лиры. Значит, авторизоваться в Едавлет, чтобы вас авторизовали по номеру, да. После этого, для этого вы, это не каждому будет, не у каждого будет такая возможность. После этого через Едавлет вы сможете внести туда номер телефона, который нужно разблокировать, либо его iMEI. И его разблокируют на месяц, на 2, а потом еще делают амнистию новогоднюю, да, вот, чтобы вам не платить там какие-то серьезные деньги для разблокировки вашего телефона. Либо же вы можете просто купить турецкий телефон на турецком iMEI, и тогда никаких вопросов не будет. Как бы, да? Либо же вы можете воспользоваться Едавлетом какого-то своего друга. Друга, у которого есть этот Едавлет, там, у которого есть ВНЖ там, и так далее. Для этого он должен зайти в Едавлет и внести номер вашего телефона.
да, и тогда, значит, его разблокируют. Но там есть ограничения по количеству телефонов, которые можно в этой системе, соответственно, делать. Вот тоже имейте в виду. Так, это я вам рассказал. Значит, что про Турцию, в принципе, наверное, я основные моменты рассказал. То есть официально работать там нельзя, неофициально, ну, как бы, наверное, можно, но нежелательно, да, то есть юридически это не совсем хорошо. Бизнесом заниматься там можно. То есть вы, как гражданин России, там, либо другой страны, имеете право заниматься бизнесом, в том числе на территории Турции. Зарплаты там маленькие по сравнению с российскими. Например, я вот общался с людьми с Аккую, которые там строят атомную станцию. Значит, россияне там на строительных работах получают буквально в 3-5 раз больше, чем турки. То есть речь не идет про физиков, атомщиков, да, там, которые там непосредственно с радиоактивными вещами занимаются. Речь идет именно про тех, которые строят. То есть, ну, обычные строители. То есть, обычные строители турки, обычные строители россияне. Россияне получают в несколько раз больше денег за одну и ту же работу, чем турки. То есть, да, вот как бы это имейте в виду, потому что это важная информация. Поэтому, соответственно, как бы, то есть в Турции выгодно, значит, быть бизнесменом, предпринимателем. Если вы русскоязычный, то раньше можно было быть гидом, да. Переводчики неплохо получали, вот присяжные переводчики при нотариусах, кстати, вот очень неплохо, очень хорошо получают, там, да, надо знать турецкий, надо знать русский, там, и так далее, и так далее. Вот эти моменты, в принципе, там работают. Ну, бизнес там в любом направлении уже зависит от вас, сколько вы сможете заработать. Оборот криптовалюты, значит, в Турции он регулируется, там есть такой орган, называется МАСАК, не МАСАД, а МАСАК, финансовый орган, который регулирует оборот не только криптовалюты, но вообще за финансами следит, за налогами там, и прочее, прочее. Очень серьезный орган. При этом вы должны знать, что если вы жили на территории Турции меньше 180 дней, вы не являетесь налоговым резидентом Турции, и Турция не имеет права иметь какие-то вопросы к вам. Все, это уже, так как вы не налоговый резидент Турции, то вопросов к вам нет. Да? Там есть огромные свои криптобиржи в Турции, да, как бы с криптой очень много людей связано, особенно с Россией, ну и турки тоже, естественно, с ней связаны. Это связано вовлеченность граждан Турции в криптовалюту, то есть количество людей, которые имеют криптовалюту среди турков, процент их больше, чем в России. Это связано с тем, что турецкая лира очень сильно скачет. И люди, чтобы сохранять свои доходы, особенно в крупных городах, такие как Стамбул, например, да, ну, там в Анталии, естественно, когда вся эта история пошла с войной, там, с арбитражем и так далее, когда такие возможности появились, которые сейчас уже исчезли, они уже исчезли, ну, скажем так, уже год назад они исчезли, да, то есть, значит, арбитраж умер, скажем так, на текущий момент, да? Вот, естественно, все это очень сильно работало, и там, в отличие, насколько мне известно, от Евросоюза, там проще условия, значит, с легализацией денег. Давайте так назовем. Проще условия с легализацией денег, да? То есть, соответственно, если у вас какие-то большие деньги, то легализовать и что-то приобрести и так далее в Турции или в том же Дубае, там, да, у вас все это гораздо проще, чем в более цивилизованных странах, таких как страны Европейского Союза и так далее. Но если вы такой же бедный человек, как я, то, в принципе, вам без разницы. То есть и там, ну, вы просто бедняк, как бы, да, соответственно, как бы, зачем вам вопросы, связанные с легализацией, да, то есть, когда я говорю про легализацию, речь идет о крупных суммах. То есть речь идет о крупных суммах, и, ну, эта сумма там исчисляется там сотнями тысяч долларов, да, то есть вот сотни тысяч долларов, да, вот миллионов долларов и так далее. Вот именно про такие суммы речь, да. То есть, например, в Европе, там, насколько мне известно, там от 50 тысяч то ли долларов, то ли евро придется отчитываться и говорить, откуда у вас такие деньги, показывать их происхождение и прочее, прочее. В Турции, в Дубае, в прочих местах вам не придется это делать. Абсолютно. То есть, есть у вас деньги, в какой форме, в форме криптовалюты, в форме какой-то другой, их вообще история происхождения этих денег никак не интересует. Все.
Есть деньги, есть товар, есть сделка купли-продажи, все. Насколько мне известно, в Дубае люди покупали, богатые люди покупали квартиры просто за криптовалюту. Привозили холодный кошелек с криптовалютой, там 500 тысяч долларов, там $1 000 000, да. Просто переводили с одного кошелька на другой и взамен получали квартиру в Дубае. Да, вот, собственно, и все. Вот так работали, значит, московские люди, которые зарабатывали большие деньги. Ну, то есть, как бы, вот. То есть там с легализацией этого ничего нет. Никаких проблем нет. И с объяснением их происхождения и так далее. Вот. Дальше, что касается Турции. Ну и в Турции то же самое. В Турции тоже нет никаких проблем с легализацией. То есть для Турции важно, чтобы вы привозили деньги туда, как бы, а источники их происхождения там их особо не интересуют. Вот. Но налоги там достаточно большие. Да, как бы, вот, нужно иметь в виду. Дальше. Налоги на доходы имеется в виду, да, то есть налоги на недвижимость там вообще копеечные. Там особых нет налогов на недвижимость, тут точно так же, как и в Грузии. Вот. Дальше. Значит, что касается Турции, я сказал, моменты, да, определенные. Теперь, что касается Грузии. Следующее государство, которое мы рассмотрим, это государство Грузия. Грузия чем характеризуется? Это такое небольшое государство, которое очень красивое, очень много гор, очень много, ну, там море есть, какие-то памятники архитектуры. Там вот Ананури, допустим, по-моему, так называлось, да, очень мне понравилось. Вот крепость там, как называется, я не помню, Схалетти, что ли, как-то вот. Есть места очень красивые по своей природе. Горы, да, скалы, там можно прыгать на этих воздушных шарах, там разных летать, парапланах, там, да, на конях скакать. Дальше в самом Тбилиси очень много церквей. Они называются, не церковь называется, как-то по-другому называется, религиозные христианские учреждения, но не церковь. Как это называется? Ну, в общем, такие огромные, красивые, такая архитектура очень классная, да, вот это все в Грузии присутствует. Если мы говорим про Батуми, то в Батуми там вообще шикарно. Там вдоль моря расположена на первой линии просто шикарнейшие, значит, гостиницы мирового уровня, 5-звездочные и прочие, да. Куча разных памятников, ботанический сад там и так далее, и так далее. Люди очень приветливые и гостеприимные. Вино, значит, грузинское, там есть домашнее вино, так называемое, да, которое вот именно сами грузины делают в домашней обстановке. Оно менее крепкое, чем которое в бутылках обычно, но очень вкусное такое. Тоже очень классное. Для меня было очень интересно узнать, что оно действительно такое классное. И в Грузии люди, они, как бы это объяснить-то? Вот когда я первый раз туда попал, это было в 22 году, я не ожидал, что там именно такие гостеприимные люди и добрые, не агрессивные, да, вот. То есть, потому что я до этого, у меня были некие стереотипы о грузинах и вообще о кавказцах, да, что вот грузинские воры в законе, криминал какой-то там, да, вот это все там, значит, какой-то криминальный авторитет, там, воры в законе, бандиты какие-то там, Когда я, значит, оказался на территории Грузии, я увидел, что нет никаких бандитов, нет никаких воров в законе, что чистые улицы, опрятные люди здороваются, если ты с ними здороваешься, улыбаются, спросишь, как пройти, тебе прекрасно говорят, куда пройти, там все объясняют, очень приветливые. Когда у меня машина сломалась, они показали, где ее отремонтировать, привезли туда-сюда, помогли с запчастями и прочее. То есть они очень доброжелательные люди, да, ну, как бы, если к ним доброжелательно относиться, естественно, вот, и, соответственно, очень гостеприимные люди, и там очень красиво и очень интересно, вот это, что я понял, да. Дальше, там, что еще, значит, молодое поколение там говорит на грузинском и на английском, английский они очень хорошо знают, то есть прям спокойно берешь с ними по-английски разговариваешь, они его прекрасно знают, английский язык. Значит, ну, старшее поколение у них говорит на русском. Они больше такие советские люди, они по-русски говорят. И чуть-чуть там по-грузински, наверное, они тоже грузинский помнят. Как бы, да? Ну, по-грузински они все, нет, по-грузински они все почти знают.
как бы, ну и русский, на английском не знают. А молодое поколение, они уже забыли русский язык, и, соответственно, им русский особо и нафиг не нужен, да, поэтому они говорят на родном грузинском и, соответственно, на английском. И дальше, вот я там еще заметил, что там много разных народностей, и чтобы не было дискриминации народности, там они в банковские приложения, там в разные, добавляют языки вот этих народов, которые живут на территории Грузии. Да, то есть, как бы, вот этот момент тоже. То есть, у них, они идут в западную цивилизацию, поэтому не должно быть никакой дискриминации, они, соответственно, уважают все языки народов, которые там живут, и, соответственно, вот это вот у них развито, да, то есть, как бы, этот момент у них присутствует, что очень позитивно их характеризует, да. При этом я не могу сказать, что они живут очень богато, да, то есть, как бы, вот, допустим, в Батуми там есть первая линия, которая там, вот эти новые дома там построили и так далее, это которая оккупирована российскими, значит, дезертирами, да, давайте так назовем, которые не захотели принимать участие там в СВО, так называемые, да, смотались туда, сняли, либо купили и так далее, да, вот эти вот люди. Значит, как бы, и вот если дальше, допустим, в Батуми отойдешь, там третья линия, четвертая линия, там уже дома попроще, там уже грузины живут, они, как бы, они просыпаются, идут на работу, соответственно, наверное, менее обеспеченные, скажем так, чем вот эти вот, которые понаехали, да, из России. А из России понаехали как раз те, у кого есть деньги, да? И, ну, там тоже такая история, что, значит, тут же нужно понимать психологию. То есть, какой процент россиян вообще уехал из России, да, вот когда мобилизация началась, сколько их вообще всего уехало? Там разные цифры, там от 800 тысяч до 1,5 миллионов, там говорят, там от 500 тысяч до 1,5 миллионов, если такие большие широкие рамки. Сколько из них ввиду разных причин, в основном финансовых, вынуждены было вернуться на территорию России, как бы, да, и сколько из них сумело на текущий момент остаться за пределами России. Вот, то есть, как бы, ну, эти моменты разные есть. То есть, в общем, в целом, если говорить в целом о Грузии, о том, какая там ситуация, то могу сказать следующее. Если вы четко дадите понять, что вы совершенно точно не поддерживаете путинский фашистский режим, русский мир там, и прочее, да, то к вам будет относиться доброжелательно и положительно. Ну, то, что вы не являетесь врагом грузин, вы против Путина, который, соответственно, виноват там в той войне, которая была там, и прочее, да, поэтому вот это нужно понимать. В целом очень гостеприимные люди и очень гостеприимная и красивая страна. Да, вот это надо понимать. И очень красивая природа. Вот, и ценить. И это государство, которое граничит с Турцией. В частности, Батуми, Сарпи. Это буквально там 20 минут проехать, и вы уже в Турции. 20 минут назад, и вы уже в Батуми. Как бы, да, то есть все там достаточно просто. Это не Верхний Ларс, где там надо часами стоять в пробках там и прочее. Вот, да, то есть это совершенно разная история. Вот. Это что касается Грузии. И, наверное, я уже говорил, да, то есть там можно сделать визаран, то есть вы с российским паспортом, как гражданин России, можете там целый год жить, потом сделать визаран и заново там продолжать год жить, еще раз визаран, продолжать жить. Да, про машину расскажу. Про машину, значит, в Грузии автомобили стоят в 4 раза дешевле, чем в Турции, и в 2 раза дешевле, чем в России. То есть в Турции автомобили стоят примерно в 2 раза дороже, чем в России, потому что там огромные таможенные пошлины, да, на ввоз автомобилей там и прочее. А сами они особо эти автомобили как-то особо не производят. Да? То есть, ну, там есть какое-то такое не особо хорошее производство, но тем не менее, вот история такая. Но если вы думаете, что вы можете купить машину в Грузии и привезти ее в Турцию и на ней ездить, либо продать в Турции в 4 раза дороже, чем в Грузии, такое невозможно. Да? То есть за этим следят, растаможка, разные прочие моменты и так далее. То есть это невозможно. Что касается того, чтобы, значит, в Грузии номера, да, то есть вот у вас есть, допустим, машина российская, ну, либо вы в Грузии ее купили, ну, неважно, да, то есть даже если у вас есть российская машина на российских номерах, вы ставите там грузинские номера, и с грузинскими номерами можете 3 года на этих номерах ездить по территории Грузии. Через 3 года вы можете продлить эти номера, доплатив там еще какую-то сумму, там в пределах $200, по-моему, да, стоит, 100-200 долларов. Вот в этих пределах платите, и вам еще раз на 3 года продляют грузинские номера. При этом налоговая система в Грузии очень хорошая, там выгодно открывать разные бизнесы,
потому что налоговая ставка для предпринимателей там очень выгодна. Есть места для коворкинга, интернет хороший, да, в целом очень красиво, позитивно и так далее. Фрукты очень вкусные, море рядом, если вы в Батуми живете и так далее. То есть там надо, ну там выгодно развивать бизнес, поднимать экономику местную, грузинскую, да, там и так далее, и так далее. Вот. Курс вари, он относительно стабильный, то есть там 3-2,6, там по-разному бывает, да, 3,5 там вари за доллар США. То есть интересно, в Турции лира, а если две буквы поменять и А, то в Грузии вари. Вари, лира, лира, вари. Поэтому вы можете курсировать между Турцией и Грузией, да, как бы, и в принципе, и менять лиры на вари, вари на лиры. Ну, как бы, да, то есть, чтобы не запутаться, да. Я шучу, как бы, шутка такая, да, то есть, вот, если вы рассматриваете релокацию, то вот, в принципе, про Грузию я вам много чего рассказал. Про автомобили с этими номерами, которые на 3 года вы получаете на грузинских номерах, вы не можете выехать за пределы Грузии. Да, то есть, как бы, вам поставили грузинские номера, это значит, что вы имеете право на этой машине ездить по территории Грузии. Но с этими грузинскими номерами выехать за пределы Грузии вы не можете. Как бы, да, вот имейте в виду. Вот. Дальше, следующее государство, которое... Ну, давайте немножко слов про Армению. В Армении я не был. В Армению точно так же вы можете въехать с российским паспортом без проблем. А в Армении, значит, какие-то другие нюансы особо я не знаю. С Арменией что еще интересно? Ну, многие получают там шенген. То есть вот для того, чтобы получить шенген, допустим, из Турции, есть один вариант, да, то есть если вам удалось там получить икаметы, ВНЖ турецкие, да, то есть по аренде там, либо по приобретению недвижимости, да, и так далее, то, собственно, вы в Армении можете поехать и в консульстве соответствующего государства, там, Европейского Союза, да, то есть соответствующего, да, получить визу, шенгенскую визу. То есть в Армении это делается. Для этого нужно просто среди тех каналов, телеграм-каналов, которые я дам снизу в описании, найти соответствующий телеграм-канал, и там, по-моему, Шенген в Турции называется, как-то так, да? И там, соответственно, расспросить у людей, которые этим занимаются, и они, собственно, вас проконсультируют, как все это делать. Ну, сам я это не получал, не делал там и прочее, но я знаю, что некоторые люди это делали. Вот, так, дальше что? Дальше, значит, какое государство смотреть? Ну, допустим, Кыргызстан. Кыргызстан, про него могу сказать, что там жить очень дешево. В государстве Кыргызстан жить очень дешево. В Узбекистане тоже дешево. Соответственно, да, в Казахстане, ну, возможно, подороже, чем в Кыргызстане, да? Вот. Также про Кыргызстан могу сказать то, что в Кыргызстане очень легко, ну, относительно легко, там можно получить гражданство и паспорт Кыргызстана. То есть, относительно легко, это значит за относительно короткий срок. И о том, как это сделать и прочие моменты, в разных телеграм-каналах пишут. Вот вы можете тоже это узнать, как бы подробнее и так далее, и так далее. То есть, как это делается, да, вот паспорт Кыргызстана. Дальше. Такое государство, как Аргентина. Да, вот у меня был такой интересный момент с Аргентиной. Вот однажды я ехал из Батуми в Тбилиси на машине. Ночь я заблудился, то есть, как бы, да, навигатор куда-то не туда завел, хотя там прямая дорога, как бы, очень такой хороший асфальт, но ночь. Я заблудился, ну, заехал не туда, и там заправка. На заправку, значит, зашел, и потом, значит, выхожу, машина вторая подъезжает, и больше никого нет. Только моя машина и вторая машина. И на машину смотрю, там российские номера, регион 02. Я у парня спрашиваю, типа, с какого города? Он говорит, что с Уфы. Я ему говорю, что я тоже с Уфы. А он показывает мне номер моей машины, говорит, что это вообще не уфимские номера, а у меня номера подмосковные были на той машине. И, соответственно, было очень смешно. То есть, как бы, я ему объяснил, что я там с Уфы и прочее. И, как бы, узнал, что вот это наш земляк, соответственно, он планировал, соответственно, оказаться в конечном итоге в Аргентине. Видите как? То есть он планировал оказаться в Аргентине. И оказался ли он в Аргентине или нет, я так и не знаю. Надеюсь, что да.
Вот. Но я знаю, что вот другой человек, с которым я интервью брал у себя тут на канале, он в Аргентине сейчас находится, как бы, да, и достаточно давно. Вот. И Аргентина, соответственно, интересна тем, что там достаточно быстро можно получить аргентинское гражданство, если, соответственно, если знать некоторые нюансы. Ну, то есть, если там рождается ребенок, то есть, поэтому много россиянок беременных туда приезжало с целью, что, значит, вот они там родят ребенка, и быстро ребенок получает гражданство, потом, по-моему, через год, либо через 2 родители получают гражданство, да. Либо даже если вы не рожаете ребенка на территории Аргентины, вы сами приезжаете, вы тоже получаете гражданство там, по-моему, через 3, либо через 5 лет непрерывного проживания в Аргентине, как бы, да. При этом там, что нужно сказать, относительно развитая страна, относительно других стран Латинской Америки, да, относительно высокий уровень жизни, есть какая-то работа, вроде как говорят. В Буэнос-Айресе, там не в центре, а где-то там подальше от центра, там такие не очень новые квартиры стоят где-то 70 тысяч долларов, ну, по крайней мере, там на полгода назад примерно так они стоили, да, вот по цене я говорю, то есть примерно как Турция по ценам получается, да. Дальше, как это называется-то, но там достаточно высокий уровень криминала. То есть уровень криминала, в принципе, там ниже, чем в других странах Латинской Америки. Например, чем той же Колумбии, там, да, где одна из самых высоких количества убийств на 1000 населения, да, и прочее, прочее. Или в некоторых городах Мексики, там, где там наркокартели, там, и прочее. То есть в Мексике очень разное. Есть относительно криминальные города, есть где вообще практически нет криминала. То есть там очень безопасно, уютно и хорошо, и никаких бандитов и прочее нету. Вот. И, соответственно, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, значит, в Аргентине, по той информации, которую я читал в разных, значит, чатах, телеграммах и так далее, там ходит такая шутка. Ну как, вас сегодня не ограбили? Ну как-то так, в таком духе, да, то есть как бы, как ваши дела? То есть вас не ограбили сегодня? Нет, ну не ограбили, значит день прошел успешно, как вот в таком духе. То есть там высокие ограбления. То есть там высокие ограбления в части преступлений, но, естественно, грабят иностранцев. То есть если вы россиянин, значит приехали в Аргентину, значит у вас есть деньги, чтобы добраться до Аргентины, значит вас надо ограбить. Естественно, местное население этим пользуется, да? И там пистолет на вас наведут, там на мотоцикле подъедут, или сумку попытаются вырвать, или еще что-нибудь такое. То есть там такие моменты присутствуют. Но они присутствуют в меньшей степени, чем в ряде других государств. Есть государства, где это просто там в разы больше таких вещей происходит, и в разы больше вероятность того, что вас там не только ограбят, но еще убьют. Допустим, в Венесуэлу, это вообще, насколько я слышал, что из аэропорта Венесуэлы лучше вообще не выходить. Вот. Потому что я знаю, что некоторые пытаются, значит, прилететь в Венесуэлу, как пересадочно использовать там аэропорт Венесуэлы и дальше куда-то лететь. Ну, как бы, это государство, которое не рекомендуется к тому, чтобы даже как порт пересадки, значит, город Каракас использовать, да. Город Каракас не рекомендован вообще к посещению ввиду его опасности, скажем так. В эти моменты я тоже где-то в Телеграме читал, у разных людей слышал такую информацию, прочее, прочее. Вот. Так, про Аргентину, в принципе, я сказал, что там достаточно легко получить гражданство просто по факту того, что вы там долго находитесь, ну, относительно долго, там, год, либо 3 года, там, да, и так далее, либо рождаете ребенка и так далее. Вот. Там была история о том, что вот ввиду того, что много россиянок беременных туда приезжало, соответственно, и потом уезжало, соответственно, они ввели, аргентинское государство ввело ограничения определенные, что они будут изымать определенный документ, если они, значит, быстро уехали. Но так, насколько мне известно, сейчас такая практика, то есть, если же вы все-таки приехали и действительно там живете, родили там ребенка и живете, то у вас особых проблем быть не должно. То есть, как бы, да, то есть вы честно приехали, и чтобы там жить, а не для того, чтобы, значит, приехала, родила ребенка, уехала, да, и дайте мне там гражданство, я же у вас тут родила ребенка, как бы, да, ну, то есть, вот, то есть, если вы честно приехали, родили там ребенка и живете, то
никаких проблем у вас быть с натурализацией, по-моему, так называется, на территории Аргентины быть не должно. Теперь, значит, следующее государство США. Да? Давайте про США. Значит, США, что про него нужно сказать? Ну, про него надо сказать следующее. Про само государство я описывать его не буду. Хотя нет, ну пару слов. Само государство, оно очень интересно тем, что оно абсолютно разнообразно. То есть это реально Соединенные Штаты Америки. Штат это называется государство. То есть это Соединенные Государства Америки. По сути, это как бы вот именно так и есть. Соединенные Государства Америки. По сути, это разные государства, которые соединились в одно такое надгосударство. Да? Соединенные Штаты Америки. Как бы вот. Действительно так. То есть, если мы посмотрим уровень унификации на так называемой Российской Федерации и то, что происходит в США, это небо и земля. То есть, здесь, например, ставка налога совершенно разная, не только от штата к штату. Разные налоги. У разных штатов разные налоги, да? Но и от округов внутри одного штата. Например, в городе Лос-Анджелес куча разных округов. Вот ты в одном магазине, значит, один налог, перешел улицу, а там другой округ города Лос-Анджелес, да, и там другой налог, другая ставка налога. Почему так? Потому что люди, которые живут в этом округе, проголосовали так, чтобы у них была такая ставка налога местная. Вот, собственно, ответ на вопрос. Поэтому у них все зависит от того, как захотели люди, которые на конкретной территории живут. Да, и вот это, собственно, у них так это работает. И действительно, это означает, что у них больше демократии, больше того, что то, что хотят люди, у них как бы в большей степени выполняется, и меньше чего-то унифицированного, да. То есть как бы в России гораздо больше всего унифицированного, там и прочее, прочее, вы все это прекрасно знаете. Там идет политика лингвоцида, этноцида и русификации, когда у нас всех представителей коренных народов Северной Евразии хотят русифицировать, да, то есть сделать из них русских и так далее. В общем, здесь такого нету. Здесь полно разных кварталов, разных диаспор, разных районов. В этих районах живут совершенно разные этнические группы. Иногда идешь по району, там ни одного человека не найдешь, который по-английски говорит. И таких районов полно. И это не только испаноязычные районы. Бывают испаноязычные районы, русскоязычные районы, армяноязычные районы, значит, и прочее, прочее. Есть районы, где живут черные люди, но они по-английски говорят, но они просто черные, как бы, да. То есть вот есть районы, где, соответственно, люди говорят вообще, филиппинцы живут, филиппинские районы, тайские районы, японские районы, корейские районы, Корея там и прочее, прочее. То есть как бы очень все разнообразно, то есть как бы, да, вот здесь вот именно так. Ладно, описывать США это очень долго, поэтому тут же вопрос как раз немножко про другое. Вопрос именно про релокацию. То есть про релокацию, значит, про США. Тут очень сложная система, значит, въезда сюда. Значит, ну, как бы стандартно это либо получение туристической визы, что очень сложно и очень маловероятно, да, либо получение работы удаленно, что тоже очень сложно, очень маловероятно, и по рабочей визе въезд сюда. Либо, соответственно, если вы студент, я не знаю, сейчас работает или либо нет, это Camp America, CCUSA, Work and Travel. Возможно, это уже не работает, я сейчас не знаю, как бы, да, я сам был в Штатах первый раз по Camp America программа в 2001 году, и в сентябре 2001 я был на крыше одного из твинсов, а потом улетел за, по-моему, 3 или 4 дня до того, как вот эти самолетики врезались в башни-близнецы. Ну, то есть за 3 дня, за 3 либо 4 дня до того, как, соответственно, они врезались, я был на крыше твинсов, а потом все это произошло, я наблюдал из общежития на улице Электронный дом 1, Высшей школы экономики в Москве, по телевизору, как вот эти самолетики врезаются в Twins World Trade Center. И для меня это был, конечно, интересный такой момент, experience, когда ты видишь, как то здание, на крыше которого ты стоял буквально несколько дней назад, как они обрушаются и падают. Вот это был такой experience. И вот, получается, после 22 лет, после тех событий, я оказался здесь. После 22 событий я здесь оказался. Ну, пока что не совсем там, где был в тот раз, не тот штат, не тот город, как бы, да, но тем не менее очень близко от тех мест, скажем так. Ну ладно, я тут не буду про определенный символизм говорить, да, это как бы
не будем сейчас про это. И меня все время уносит от ответа на вопрос. Значит, отвечая на вопрос. Значит, если вот есть CCUSA, Camp America и, значит, Work and Travel, вы, если вы студент, это студенческая программа, вы можете по этой программе попробовать уехать. То есть в лагерях работать туда-сюда, там и так далее. Если же этих программ нету сейчас на территории России, и вы не можете на них попасть, ну, тогда, соответственно, как я сказал, рабочая виза, туристическая виза, либо политэмиграция. По политэмиграции вы должны четко понимать следующее. Значит, если у вас нет оснований для политического убежища и нет доказательств вашего преследования на территории того государства, где вы живете, да, то высок шанс, что вы не получите политическую миграцию. Вот и все. Вы должны четко понимать. То есть у вас должны быть основания. И только в этом случае для вас имеет смысл вообще пытаться по политубежищу попасть на территорию США. Но при этом огромное количество людей, тем не менее, стараются попасть на территорию США и попадают. И в том числе те люди, у которых вообще нет никаких оснований, с моей точки зрения, для политического убежища. Да? То есть я знаю многих людей, которые, как мне кажется, оснований соответствующих не имеют. Да, в принципе, они сами мне говорили, что они никогда никакой политической деятельности не вели. В отличие от меня, они, значит, в федеративную партию, значит, не вступали, на митинги Навального не ходили там и прочее, да, и я все моменты не буду описывать. И что тут можно сказать? И вот здесь, тем не менее, здесь нужно понимать, что, ну, во-первых, вам нужно понимать, как сюда добраться, да? То есть вот, если вы хотите добраться в США, вы должны понимать, как добраться в США. Ну, в США добраться, вот в этом случае, если речь идет про политубежище, можно только через Мексику. И про Мексику тут очень интересный момент. Давайте начнем с этого. Значит, если же вы являетесь гражданином США, гражданином России, вы можете спокойно приехать из России в Мексику, прилететь. Вообще без проблем. Если же просто купить билет, сделать электронное разрешение и прилететь. Если же вы гражданин Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и каких-то ряда других государств, то вы сделать это не сможете, потому что у Мексики нет договоров с ними соответствующих, и визы они получить не могут, граждане этих государств, и им приходится окольными путями, очень сложными методами попадать сюда, значит, вначале в Мексику, а потом уже в США. То есть я знаю граждан этих государств, которые, значит, попадали в Никарагуа, платили $800 дочери местного наркобарона, которая обеспечивала их транспортировку через несколько стран Латинской Америки, чтобы они оказались в Мексике. И дальше они из Мексики уже должны были сами каким-то образом думать, как им попасть в США. И это занимало у них, ну, достаточно длительный период времени. Да? Вот. То есть во время вот этих моментов там, значит, приходилось и спать в багажнике автомобиля, и ехать на лодке, и пробираться через тропики, и прочее, прочее. И не все доходили до конечной, до Мексики даже не все доходили. Вот. Поэтому вот думайте, то есть граждане этих государств в очень большом количестве, вот я просто реально был удивлен этому количеству, да, оказывались на территории США. Вот я сам, когда приходил в Хидальго из Мексики, приход Хидальго, значит, из Мексики в США, там со мной были граждане Кыргызстана, например, в том числе, да, и в том числе были кыргызы, которые граждане России. Да? Вообще там очень интересно, там много людей, которые имеют российское гражданство, но этнически это кыргызы, таджики, казахи и прочее. То есть, ну, я по дороге сюда очень много таких встретил. То есть вот люди вначале, допустим, родились в Таджикистане, потом эмигрировали в Россию, получили гражданство России, и потом, соответственно, из России эмигрируют в Штаты через Мексику, как бы, да. То есть, как бы, вот так вот, да, это работает. И я знаю, что кыргызы очень в большом количестве едут в Чикаго, потому что там очень мощная кыргызская диаспора, они там собираются и так далее. Вот. Соответственно, вот такие моменты, да. То есть, что я хочу сказать.
Причем москвичи. То есть москвичи, которые, соответственно, имеют какие-то навыки там вождения автобусов, икарусов, там, прочее, да, и так далее, то есть, допустим, таджикской национальности там, и так далее, то есть они прекрасно понимают, что им, ну, они делают выбор в пользу Штатов по сравнению с Россией, там, хотя они родились в Таджикистане, например, вот такие случаи знаю, там, и так далее. В общем, что я хочу сказать, то есть вот вы видите, что многие люди, даже которые как бы не граждане России, которые не могут прямым способом попасть в Мексику, они находят пути, чтобы с опасностью для жизни попасть в Мексику, а потом уже из Мексики попасть в США. Как бы, да, вот это о многом говорит. Да, это о многом говорит, это нужно понимать. Сами делайте вывод, о чем это говорит. Теперь, что касается непосредственно россиян. Россияне для того, чтобы попасть в Мексику, им достаточно просто сделать электронное разрешение на сайте, купить билет и попасть в Мексику. При этом, если ты покупаешь билет в Мексику, нужно, чтобы это был билет в обе стороны. Потому что высок риск, что, допустим, только шри-ланкцы, если ты купишь в одну сторону, то они тебя не посадят. Они скажут: ага, ты хочешь полететь в Мексику, и чтобы там, в общем, не вернуться и прочее, и поэтому тебя не пустят, и ты потеряешь билет. Поэтому нужен билет в обе стороны. И дальше высок риск того, что когда ты попадаешь в Мексику, мексиканские пограничники тебя поворачивают. Им плевать, что ты потратил дофига денег на покупку билетов. Они могут сказать, это я читал в разных телеграм-каналах и прочее, они могут сказать, что, соответственно, значит, вы хотите, значит, попасть в Мексику, чтобы потом эмигрировать в США. И поэтому мы вас не пустим, потому что вы как турист сюда заезжаете. В Мексику имеется в виду, да? Вот. И вы должны из Мексики обратно там в свою страну вылететь. Вот, поэтому они могут вас не пустить в Мексику. И очень многих людей разворачивали, и они теряли там несколько тысяч долларов за билеты, которые купили туда-сюда. Допустим, из Стамбула. Это очень было распространено, когда из Стамбула летели в Мехико, допустим, в 22 году, там, после мобилизации. Большой поток россиян через Стамбул пыталось в Мехико улететь, их в Мехико разворачивали. Да? Либо даже Turkish Airlines их не пускал, если они один билет покупали. Вот. Поэтому там есть ряд нюансов. Есть нюансы, через какие государства лететь в Мексику, чтобы вас в Мексику пустили. Есть нюансы, связанные с тем, как сделать так, чтобы в Мексику вас пустили и поставили 180 дней штампы, да? Штамп в паспорте, там, а не 7 дней там, и прочее. И так далее. То есть эти все нюансы я сейчас не буду рассказывать. Это нужно, ну, это просто будет очень долго. Да? То есть есть соответствующие телеграм-каналы, где можете всю эту информацию знать, получать. Я сам эти телеграм-каналы читал, когда был в Мексике, да, когда был на Кубе и так далее, и так далее. Вот видите, я произнес слово «на Кубе», из этого можно сделать вывод. Раз я был на Кубе, значит, какой-то способ есть, чтобы именно через Кубу попасть в Мексику, да, и так далее. И в этом, возможно, есть какой-то резон, да, вы можете сделать вывод соответствующий, если вы внимательно слушаете. Вот. И дальше, значит, что касается дальше, если вы попали в Мексику, то, опять же, вопрос, связанный с, видите, уже темнеет, но тем не менее, если вы попали в Мексику, вопрос того, как вам попасть в США, в долгожданную Америку. Смотрите, на эту тему куча телеграм-каналов, куча YouTube-каналов, куча разных советчиков и прочее, прочее. Значит, попадают легальным способом через Мексику люди через приложение CBP One. Для этого вы должны на телефон скачать приложение CBP One на территории Мексики, зарегистрироваться там и ловить дату. Когда я ловил дату, это было там в апреле-мае 2023 года, там была одна система, сейчас другая система. Поэтому пересказывать эту систему я не буду. Тем более, эта система все время меняется. Там все время постоянные изменения, да? Gradual improvements, скажем так. Постоянные изменения, они все время улучшают эту систему, пытаются ее сделать лучше и прочее, прочее. В общем, поэтому все эти нюансы, они, возможно, будут не актуальны, когда вы будете все это делать для себя. Как бы, да? Поэтому, как бы, мне пересказывать смысла в этом нет. То есть, вот. То есть, грубо говоря, самый надежный и хороший способ, если вы по политубежищу хотите попасть в США и иметь высокие шансы
на то, что вы легально попали в США. Это называется гуманитарный пароль. У вас будет статус ДТ, гуманитарный пароль. Сейчас этот статус дают на 2 года, но при этом вы должны форму I-589 на политубежище подать в течение года после въезда в США, да? И это обязательное условие, как бы, и ряд прочих нюансов, да? То есть, как бы, желательно, чтобы вы нашли адвоката, там, и прочее, и так далее, да? То есть, вот эти все моменты вы должны знать. У вас должно быть реальное преследование, и должны быть реальные доказательства вашего преследования, реальное, соответственно, как это называется, доказательства вашего участия в политической деятельности, да, и прочие моменты. В общем, все там есть. Там есть 5 этих, как это называется, 5 пунктов, которые касаются преследования. То есть преследовать вас могут по этническому признаку, по вашим политическим взглядам, по религии, потому что вы относитесь к ЛГБТ, там еще по какому-то там признаку. В общем, 5 признаков есть, по которым, значит, вас могут преследовать с точки зрения законодательства Соединенных Штатов Америки, да, вот, и вам нужно будет доказать, что, значит, ну, соответствующие вещи, да, как бы, да, вот именно по одному из этих 5 пунктов, либо по нескольким пунктам из этих 5 пунктов, как бы, да, вот. Так, что теперь, что еще вам рассказать-то? Что я думаю вообще, да, вот обо всем этом? То есть, смотрите. Да, давайте еще такой момент расскажу. Очень важный момент, это касается криптовалюты. Значит, смотрите. Вот когда началась... Вот давайте я кратко попробую объяснить вам, что такое криптовалюта и как она вообще использовалась в моменты, когда вот эта вся история началась, с мобилизацией, там, с прочими моментами и так далее. Это очень важный аспект, который вам нужно понимать. То есть вот многие из вас слушают это видео и считают свои деньги, и понимают, что у вас нет денег для того, чтобы уехать из России. Вы не любите путинский режим, да? То есть, ну, если вы его любите, то вам не надо уезжать из России. Я желаю вам оставаться в России и как бы и вместе с путинским режимом и с Россией закончиться вместе, чтобы вы можете тоже вместе с ними закончиться, как бы, да? Я думаю, в этом ничего плохого не будет. Потому что, ну, если вы нацист, если вы фашист, если вы поддерживаете, значит, агрессивную войну путинского режима против Украины, если вы против того, чтобы колонизированные народы Северной Евразии обрели независимость, зачем там вам уезжать? Оставайтесь в России, оставайтесь там, как бы, да? Не надо вам никого уезжать. Сидите там в России и все, как бы, да? Если вас Путин призовет, идите, значит, под фарш, да? Будьте пушечным мясом. Вот. Если же вы не поддерживаете путинский режим, да, и, соответственно, и не хотите иметь с ним ничего общего, да, и хотите уехать из России, вот в этом случае только для вас это видео я записываю и делюсь соответствующей информацией, да. Соответственно, вот в этом случае, если вы смотрите, значит, оцениваете свои финансы, там, и прочее, сможете ли вы уехать, сколько вам вообще денег нужно. Потому что я знаю случаи, когда те же самые башкиры уезжали и там 2-3 месяца пожили где-то за пределами Башкортостана и за пределами Российской Федерации, и потом понимали, что у них деньги закончились, и они были вынуждены вернуться в Российскую Федерацию. Да, это вот как бы они не подрасчитали силы, да, и, возможно, кто-то думал, что война быстро закончится, еще что-то и так далее. К сожалению, нет, война быстро не закончится, да, это сейчас уже очевидно. И это такой долгий процесс, и непонятно, когда все это завершится. И поэтому не нужно думать, что вы, значит, уехали, отсидитесь там полгода там, или сколько-то, и потом через полгодика вернетесь. Нет, там уже, возможно, как бы это сказать, возможно, когда вы захотите вернуться, вы уже не сможете вернуться, потому что там будут закрыты все границы, либо когда вы вернетесь, вас сразу арестуют. Либо же, если вы вернетесь, просто государство... Вы улетели из Российской Федерации, а когда решили вернуться, там уже нету этого государства Российской Федерации, оно исчезло с карты Северной Евразии, как бы, да, то есть, или там уже идет гражданская война, там, да, или мафиозная война, там, или еще что-то, то есть, как бы, варианты, возможно, абсолютно разные, вот, поэтому имейте это в виду, то есть, как бы, поэтому, то есть, вот продумывайте в том числе и такие сценарии. Вероятность этих сценариев, она высока. И вероятность того, что война будет продолжаться достаточно длительное время, по количеству лет,
она тоже высока. И вероятность того, что будет идти процесс деглобализации, а он уже идет, да, уже несколько лет идет, и в том числе ввиду деглобализации будут закрыты все границы, железный занавес, прочее, да, она тоже высока. И, соответственно, у вас вообще не будет никаких возможностей вернуться туда, как бы, да, в государство Российской Федерации, как бы, да, и так далее. То есть вы все это должны понимать. Значит, прежде чем делать соответствующие, значит, шаги, там, планировать и прочее. Теперь, что я хотел сказать-то? Так. Сейчас давайте вспомню. Я про криптовалюту начал говорить. Значит, вот смотрите. Важный аспект, связанный с криптовалютой. Криптовалюта – это такая штука, есть такая штука, как блокчейн. Блокчейн – это когда они в определенной сети записывают все свои транзакции. Купля-продажи какой-то там криптовалюты, да? Грубо говоря, ну, примерно так. То есть, кто владелец соответствующей криптовалюты, вот это они записывают в этом блокчейне, вот если коротко говорить. И это распределенная сеть. Поэтому никто не может взять над ней контроль и присвоить себе вот информацию с этой сети. Понимаете, да? Что такое блокчейн? И вот на основе этой технологии блокчейн делается криптовалюта. Криптовалюты бывают разные, там биткоин, там эфириум, там, да, лайткоин, Ripple, там, Monero, там, Solana и прочее. Бывают так называемые стейблкоины, которые якобы привязаны к курсу доллара США. И в частности сейчас пользуются популярностью так называемый Tether, USDT, сети TRC20, сеть TRC20. Это важно, что это именно такая сеть. И вот, в принципе, вот именно эту криптовалюту очень много использовали для того, чтобы делать переводы с любой точки мира в любую другую точку мира денег. Потому что для того, чтобы сделать перевод вот этой криптовалюты, как бы вне зависимости от той суммы, которую вы переводите, нужно потратить $1. Одно USDT. Неважно, вы посылаете $10, вы потратите $1, одно USDT, либо вы посылаете $1 миллиард, вы потратите одно USDT. То есть это означает, что если вы делаете какой-то большой перевод денег, то в принципе это выгодно по деньгам, это дешево. Это даже дешевле, чем SWIFT перевод, допустим, да, там, и так далее. Вот. Также вы имеете в виду, что вот как бы Путин ввел ограничения на вывоз наличной валюты из Российской Федерации. А страны Европейского Союза ввели ограничения на ввоз, в том числе автомобилей, там, и каких-то денег, их легализацию и так далее, гражданам Российской Федерации. То есть вас будут прессовать с двух сторон. Вам Путин не будет давать вывести деньги, ваши же деньги, да, из его фашистского государства. И те государства, куда вы хотите приехать, вам не будут давать ввести эти деньги. А потом они будут жаловаться, почему бюджет Российской Федерации, военный бюджет, растет. Да, он сейчас, по-моему, 6% от ВВП будет в 2024 году. Да? Они сами не дают россиянам вывести деньги, тех россиян, которые бегут от войны, да, чтобы, значит, эти деньги не пошли потом на войну. Понимаете? То есть, вот такая у них логика. То есть, я же говорил вам в самом начале, что это лицемерная двуличная политика, которая проводится всеми государствами. И исходя из этой политики, соответственно, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Утопающие – это вы. Это те, кто бежит от путинского фашистского режима, те, кто хочет просто нормально жить, не принимать участие в войне и не иметь ничего общего с этим фашизмом и нацизмом, да? С русским миром и так далее. И вас будут давить не только люди с путинского режима, вас будут давить и те, кто формально против него. Вот просто имейте в виду. И в связи с этим вы должны изначально все это понимать. Вы изначально должны понимать, что они все против вас. Они все против вас просто потому, что у вас российский паспорт. И им плевать, что, вот, допустим, в моем российском паспорте есть вкладыш на башкирском языке. Там написано Республика Башкортостан. Но я не могу им показать и сказать, у меня башкирский паспорт, я не россиянин, да, то есть мне нахер не нужна эта вонючая курица с двумя башками, как бы, да. У меня есть паспорт Республики Башкортостан, там Салават Юлаев нарисован, как бы, да, все. Какие вопросы ко мне? Я гражданин Республики Башкортостан. Они не признали гражданство Республики Башкортостан. Они не признали мою родину. Они не признали независимость Республики Башкортостан. Они даже, более того, не признали геноцид башкир. Хотя вы знаете, что даже Солженицын писал, что численность башкир упала на 53%. Это вот во время Голодомора с 1897 года по 1926 год. Да? То есть
опять же, это политика двойных стандартов. Они признали геноцид армян, признали геноцид, значит, евреев, признали геноцид тутси и прочее. Геноцид башкир они до сих пор не признали. Геноцид крымских татар, геноцид, значит, казахов, тоже Голодомор был. Геноцид украинцев. Но геноцид украинцев они признают, но именно тот, который сейчас. Ну, во время Голодомора, я не знаю, там, по-моему, что-то там частично признали, да? Геноцид, значит, калмыков, геноцид чеченцев, ингушей, прочих кавказских народов, там их много кого депортировали, да? Вот. Геноцид всех этих народов до сих пор, насколько мне известно, не признан Организацией Объединенных Наций, там, каким-то советом Европы по правам человека и прочим. А о чем тогда речь? То есть они элементарно даже геноцид не признали, не говоря уже о том, чтобы признать наше независимое государство. Но если они считают, что наше независимое государство признавать рановато, да, и прочее, но признать-то геноцид это дело чести, да, вот это вопрос к наличию у них чести, да, и вопрос о наличии у них лицемерия, значит, двойных стандартов и прочее. Да, и вот, соответственно, они к вам будут относиться как к гражданину Российской Федерации. Им без разницы, вы против путинского режима, вы русский, не русский, там и так далее. Нет, они просто, у тебя российский паспорт, все, ты гражданин Российской Федерации, у меня вот инструкция сверху такая-то, я буду против тебя вводить санкции и буду всячески тебе мешать. Вот логика такая. Да? Вы должны это понимать и из этого исходить. И причем во всех этих государствах разные правила. Это вы тоже должны понимать. И эти правила противоречат друг другу. Более того, я вам скажу, например, даже на территории США, очень интересный момент. На территории США, значит, я сам удивился, когда это прочитал, для меня это была прикольная вообще новость. Значит, некоторые граждане США из одного штата просят политубежище в другом штате, потому что их там в этом штате преследуют. Например, представители ЛГБТ. Вот в каком-то штат, по-моему, Мичиган или Милуоки какой-то так называется, да, вот я прочитал, значит, в одном из телеграм-каналов. Значит, переехал то ли в Нью-Йорк, то ли в Калифорнию, в какой-то демократический штат, и просит политубежище, потому что, значит, его, как представителя ЛГБТ, значит, прессуют гетеросексуалы, значит, в его штате. Ну, потому что там не очень толерантно относятся к представителям ЛГБТ. Да? То есть, получается, что, вот то, что я вам до этого говорил, Союз государств Америки. То есть, в каждом штате свои законы, свои нравы, свои, значит, взгляды и прочее. И то есть даже если внутри одного государства такие вещи происходят, да, мы же, США все-таки же одно государство, да, это не разные государства, а одно государство, то, соответственно, что уж говорить там про те вещи, которые происходят в других государствах, да, и там везде все по-разному. И, как я уже говорил, нету никакого наднационального органа, который мог бы все эти вопросы регулировать. То есть вот Совет по правам человека какой-то там, ООН, Генассамблея ООН, там, Организация Объединенных Наций, еще что-то, да? Как рядовой человек, которого, значит, дискриминируют только из-за того, что у него российский паспорт, как он может с ними связаться, значит, кому-то обратиться, что его какой-то пограничник на какой-то границе, значит, мешает ему бежать от путинского режима? Или просит его не грабить? Или еще что-то, да? То есть, ну, как бы, то есть государство его ограбит, заберет у него машину, не даст на машине въехать там в соответствующее государство Европейского Союза, например, да, там, или, ну, там куча разных моментов, это абсолютно любые, да, поэтому спасение утопающих — это дело рук самих утопающих, да? То есть вы утопающие, вы бежите от путинского режима, все остальные вас будут пытаться грабить, вот просто исходить из этого, они будут лицемерно говорить, что они какие-то правила соблюдают, законы какие-то им сверху спустили, что у них демократическое государство, что они там часть западной цивилизации, но по факту они будут, возможно, не все, но возможно, они будут всячески вам мешать. И им плевать на то, что у вас, что вы не русский, им плевать, что вы, значит, все время были против Путина и прочее. Я говорю про среднестатистического человека, да, то есть я про себя не говорю, у меня-то фактов того, что я был против Путина с самого начала, у меня дофига их, да? То есть и прочее, там, куча всего есть. Поэтому я просто вот про среднестатистического человека, который никогда в политике не был, который никогда не был членом какой-то партии, вот я вообще руководитель Башкортостанского отдельной федеративной партии, да, там, и так далее, никогда никакие митинги там не ходил и прочее. То есть вот я про таких людей говорю. У тебя российский паспорт, все, блин, сиди тихо, и ты будешь дискриминируем. Вот такая политика существует со стороны некоторых государств. Это нужно четко понимать. Значит, поэтому вы должны,
думать о своем спасении определенным образом. И вы должны заранее знать, как соответствующие люди и соответствующие государства относятся к соответствующим людям и как они себя ведут. Да? И вот что касается криптовалюты, раз я начал на эту тему говорить. Значит, криптовалюта, когда Путин ввел, я историю вот этого вопроса просто расскажу. Я за этой историей очень хорошо наблюдал и знаю. Значит, смотрите, как Путин ввел закон, в соответствии с которым можно вывести максимум 10 тысяч долларов США наличными на одного человека где-то в феврале либо в марте 2022 года. Не больше. Вот что он ввел, этот закон. Это первый момент. Второй момент. В какой-то момент запретили, значит, начали арестовывать российские самолеты. И в частности авиакомпания «Победа» арестовали самолеты. И стало невозможно просто улететь куда-то. Ну то, что ты с пересадками куда-то летишь, а самолеты твои арестовали. Все. Ну вот как бы, да, опять же, санкции, да, то есть, и опять же, эти санкции бьют по тебе. То есть они по Путину не бьют, да, Путин там себе шикует, живет, они по олигархам его не бьют. Они по российскому бюджету не бьют, они по тебе бьют, просто потому что ты гражданин Российской Федерации. Тебе даже улететь не дают нормально. Тебе не дают деньги вывести нормально, да, в которые ты всю жизнь работал, зарабатывал и так далее. То есть тебя там прессуют и тебя здесь прессуют. Да? Чтобы вы понимали, какое-то двуличное государство и двуличные государства, и какое лицемерие везде происходит. Эти лица, которые даже не признали геноцид башкир. Да? То есть они свои геноциды признали. Геноцид, значит, евреев, геноцид армян, геноцид тутси еще признали. Это народ такой в Руанде живет, да? Это в Африке находится. Геноцид башкир, геноцид, значит, крымских татар, геноцид калмыков, геноцид чеченцев, ингушей, геноцид разных других народов, которые были депортированы, в том числе крымчаков. Есть такой народ, крымчаки. Насколько мне известно, значит, это люди, которые исповедовали иудаизм, но при этом они были тюрки, которые жили в Крыму, и которые очень много их пострадало во время Второй мировой войны. Кто-то признал геноцид крымчаков, то есть как бы как отдельного народа, да, то есть не как, значит, людей, которые, значит, исповедуют иудаизм, а как вот тюркского народа, который исповедует иудаизм, но если они именуются крымчаки, значит, соответственно, это соответствующий народ, соответствующей идентичностью, да, где какая-то там Генеральная Ассамблея ООН или какая-то организация надгосударственная, которая должна признавать геноцид, да, кто-то признал их геноцид, вот вопрос, да, то есть все наши народы, по отношению к нам никто геноцид не признал. А признание геноцида — это не просто факт признания геноцида, это еще и репарации от соответствующих государств, которые виновны в геноциде соответствующего народа. Ну вот, давайте такой же вопрос поднимем, да, и как бы на эту тему я, наверное, отдельно видео сниму, да. Давайте сейчас, поэтому вы должны четко понимать, что несмотря на все разговоры, что западная цивилизация, ценности, частная собственность, выборы, права человека и прочее, все это хорошо, и мы к этому стремимся, сами они, эти государства, к сожалению, по отношению к нам ведут себя двулично. Ну, очень часто, не всегда, но очень часто они ведут себя двулично, это нужно четко понимать. И далее, что нужно иметь в виду? Далее нужно иметь в виду, что, соответственно, возвращаемся к крипте. Поэтому возможно, что единственный способ сохранения вашего капитала, вывода денег, так, чтобы деньги не были где-то заблокированы, чтобы вас где-то не ограбили и что-то не сделали и так далее, да, где-то по дороге, там, по свифту, какой-то банк транзакции попал, там, что-то застряло, еще что-то там и так далее, или через золотую корону что-то отменили, там, платежную систему заблокировали и прочее. Единственный вариант — это крипта. То есть вы можете перевести ваши активы в криптовалюту, чтобы потом эту криптовалюту обналичить, уже находясь на территории другого государства. При этом вы должны понимать, что физический носитель вам не обязателен. Это вот очень важная штука. Я даже на своем примере это убедился. То есть, допустим, у вас есть холодный кошелек, на котором есть какая-то криптовалюта. У вас этот холодный кошелек украли. Вопрос: вы потеряли деньги? Ответ: если люди, укравшие ваш холодный кошелек, не знают от него пароля, то вы деньги, а вы знаете сид-фразу и пароль для восстановления криптокошелька,
то вы эти деньги не потеряли. Почему? Потому что укравшие у вас холодный кошелек люди 3 раза введут неправильный пароль, и, соответственно, холодный кошелек, он просто обновится, и там он будет нулевой. То есть как будто там нет вообще никакой валюты, как будто вы его только купили. То есть там пусто. Все. Туда можно новый кошелек закачать. Вот так примерно это работает. А вы потом можете оказаться на территории другого государства, купить новый криптокошелек и по сид-фразе и по паролю, который вы каким-то образом помните, да, каким-то образом, восстановить все эти деньги, которые были, все то USDT, всю ту криптовалюту, которые были на том криптокошельке. Вот так это работает. Это называется холодный кошелек. Это чтобы вы понимали. Да? Дальше. Смотрите, что еще нужно понимать. Нужно понимать, что есть биржи, так называемые. Да? Но биржи, хранить деньги на бирже, на криптобиржах опасно, потому что многие биржи скамятся. Ну, просто скам такое понятие, значит, там они перестают существовать, деньги оттуда воруют и прочее, прочее. Точно так же надо понимать, что полно разных обучающих людей, там, мошенников. Ну, то есть я сразу не буду говорить, что это мошенники. То есть, короче, очень много людей, которые обучают всему, чему угодно, в том числе арбитражу криптовалюты и так далее, которые де-факто являются мошенниками. Им нужно, чтобы вы просто перевели им деньги, после этого они исчезают. Либо вы перевели им небольшие суммы, вам вернули их там с каким-то процентом, якобы что-то заработали, а потом вы перевели им большие деньги, после этого они исчезают. Либо они говорят, вот, переведите деньги на такую-то биржу, дают вам ссылку, вы переводите деньги якобы на биржу, якобы это криптокошелек биржи, вы регистрируетесь, сайт видите, туда-сюда попадаете, а оказывается, что это не биржа, это просто фишинговый сайт, на который вы перевели деньги, и ваши деньги исчезли в их кошельке. То есть, понимаете, вы физически открываете сайт, думаете, что это какая-то биржа, посылаете туда деньги, оказывается, что это не биржа. Либо они, хакеры разные, значит, видят операции на вашем криптокошельке и специально вам посылают там какую-то копеечную сумму, чтобы эта операция была последней. И вы видите их криптокошелек и случайно им посылаете деньги. И так далее, и так далее. Куча разных видов махинаций, мошенничества, связанных с криптовалютой. Это наиболее мошенническая, значит, вид деятельности, где наибольшее количество мошенников. В том числе и дезертиров, ну, я так их называю, шутку, конечно, да, тех, кто не захотел принимать участие в войне против Украины и, соответственно, уехал на территорию, соответственно, других государств за пределами Российской Федерации. Вот. При этом нужно понимать философию криптовалюты, да, вот я вам несколько историй расскажу. Смотрите, когда началась эта история, связанная с войной, я даже видео на это записывал, на эту тему. Да, если не забуду, я ссылку на это видео в описании к этому видео в описании поставлю, да, там прямо видно на цифрах все, да. То есть город Киев в осаде находится. Сколько стоило USDT в Киеве и в Москве? Отвечаю, USDT в Москве тогда стоило 2%, USDT в Киеве стоило 50%. То есть что такое 2% и 50%? Это значит, чтобы купить, допустим, $100, 100 USDT, вы платите 102 наличных доллара в Москве и $150 в Киеве. Когда осада в Киеве прошла, когда российские войска, значит, получили по зубам и ВСУ начало их отодвигать, значит, вот этот спред упал с 50%, это не спред, это неправильное слово, значит, ну, то есть цена крипты в Киеве упала, значит, со 150, ну, то есть с 50% там, до 3%, там примерно 2-3% стабильно, вот. Вот, собственно, ответ на вопрос. То есть, почему это произошло? Потому что, если вы находитесь в осажденном городе, вот вы находитесь в осажденном городе, да, в Киеве, вокруг пришли фашистские русские войска, хотят там бомбят и так далее, хотят вас захватить. Вы сидите в городе, где-то в подвале, там, либо в квартире, у вас есть наличные доллары. Допустим, там у вас есть 20 тысяч долларов. И вот вы не знаете, сейчас зайдут российские войска, начнут вас грабить, убивать, и найдут деньги, их обязательно ограбят, заберут и так далее. Либо же вы будете пытаться уехать из города, но вокруг стоят армия, в том числе украинская, и вас не выпустят, если вы военнообязанный, да, то есть вы должны защищать родину, значит, вас не выпустят и прочее, прочее. Ну, либо же там просто грабители, да, то есть они просто захотят вас ограбить и обыщут, и как бы не дадут вам увезти деньги. То есть деньги в осажденном городе, наличные доллары стоят мало, потому что ну, их опасно иметь в этом городе.
как бы, да, там могут дом разбомбить, деньги могут сгореть и прочее, прочее. Поэтому, если вы их превратили в крипту, то это гораздо безопаснее. Вы превратили их в крипту, в USDT, да, свои 20 тысяч долларов вы превратили в 20 тысяч USDT, допустим, минус 2%, например, да. И потом выехали с Киева, куда-то уехали, там, и в другой стране взяли и превратили в доллары обратно. Допустим, уехали в Турцию, превратили их обратно в наличные доллары, в обменники поменяли. То, собственно, вы, получается, безопасно вывезли деньги из своего государства. Ну, собственно, ответ на вопрос, да. То есть, как бы, в момент кризиса становится понятно, что деньги здесь и деньги там, одни и те же деньги, имеют разную стоимость. Деньги в России, наличные доллары, и наличные доллары в Турции имеют разную стоимость. Это разные деньги, потому что местоположение денег имеет значение. Из России ты не можешь больше, чем 10 тысяч долларов вывести, там таможенник тебя схватит, там, как бы, и будет мешать тебе всячески, да, и так далее, да. У тебя больше 10 тысяч долларов, все, как бы, да. Вот, то, что Путин подписал указ соответствующий, да, в Украине, наверное, то же самое действует, вот. Поэтому имейте в виду эти моменты, да, поэтому, ну, естественно, крипта растет, потому что киевляне живут, их город в осаде, им нужно как-то из Киева, значит, покидать город, покидать с деньгами, да, что сделать, как это сделать, ну, нужно доллары превращать в криптовалюту, в какой-то обменник идти менять, и потом, значит, эту криптовалюту уже безопасно вывозить. Потому что криптовалюта, я еще раз повторяю, она не требует физического носителя. Вы, конечно, можете криптокошелек положить, небольшой, да, холодный кошелек, да, там либо на биржу, либо на телефон, там, неважно, какой-то криптокошелек. Я рекомендую холодный кошелек. Ledger, например, там, да, Ledger есть такой холодный кошелек. Вот. И, соответственно, и в этом холодном кошельке увести. Либо же вообще просто уехать, как бы, да, ну, зная при этом сид-фразу, там, пароль от криптокошелька, с тем, чтобы вообще без криптокошелька уехать, чтобы потом в другом государстве купить криптокошелек и на этом купленном холодном криптокошельке восстановить изначальный криптокошелек с помощью сид-фразы и пароля, как бы, да, и увидеть свои изначальные деньги, которые вы туда положили. Примерно так. То есть я надеюсь, вам объяснил, да? То есть вот пример того, что было в Киеве с ценой крипты на момент, когда там была осада Киева, показывает, как работает крипта. То есть цена крипты дороже, чем цена наличного доллара. Крипта ценнее, чем наличный доллар. При условии, что этот стейблкоин не обанкротится, не заскамится. Потому что мы знаем Terra Luna, которая выросла и резко упала, такая крипта была. Мы знаем связанный с ней стейблкоин, USDC, который обанкротился, да, и сейчас стоит 0 и так далее. Но USDT пока держится, да. И как бы это не означает, что он будет вечно держаться, но пока он держится, USDT. Такой стейблкоин, как бы, да, вот. Так что имейте имейте в виду эти нюансы. То есть, если вам нужно там в течение недели, например, провернуть всю эту операцию, то есть быстренько поменять крипту, улететь, потом крипту обратно в наличные доллары превратить и так далее, то как бы вряд ли именно в ту неделю, когда вы это будете делать, вряд ли заскамится USDT. То есть для перевода денег через границу, минуя всякие органы, в том числе российские, да, соответственно, это наиболее удобный способ. Вот, да, имейте это в виду. Теперь, если вы продаете квартиру в России, вам нужно иметь документы, не выкидывать их, отсканировать, послать себе на почту, сканы и так далее, ну, либо даже оригиналы взять, в том числе, о том, что, значит, у вас вот этот договор купли-продажи квартиры в России, да, чтобы потом вы могли легализовать деньги. Если вдруг, это вряд ли случится, но в Турции точно не случится, в Грузии точно не случится. Если в каком-то государстве у вас возникнут вопросы, значит, происхождения ваших денег, да, ну, вы имеете там договор, трудовой договор, выписки с банковского счета с российских, да, там, договор купли-продажи квартиры, чтобы вы могли показать, что вот эти деньги, потому что вы продали такую-то квартиру, там, и так далее, вот они абсолютно чистые, легальные, с них, как бы они абсолютно правильные и так далее, да. То есть вот просто имейте на всякий случай этот документ. И этот документ вам тоже в том числе понадобится для SWIFT-переводов. Когда вы делаете SWIFT-перевод с одного счета на другой, то есть вот раньше использовали Raiffeisen и посылали на какие-нибудь турецкие банки, да, то, или, допустим, на грузинские банки,
то, соответственно, если большая сумма, иногда требовалось, как бы, как это называется, договор купли-продажи, чтобы показать, откуда у вас деньги. Показывать договор купли-продажи, скан его, и как бы вопросов больше нет. Примерно так это работает. Да? Во всех государствах есть свои нюансы, но вот я вам примерно обозначил. При этом, как я говорил, в Турции, в Грузии особо никто не заморачивается вопросом происхождения. Дубая, там в Эмиратах никто не заморачивается вопросом происхождения денежных средств, если речь не идет о миллиардах. То есть, ну, в пределах 100 тысяч небольшие суммы, а мы люди бедные, у нас небольшие суммы, соответственно, никто этим вопросом вообще не заморачивается. Вот. Как бы, да? Теперь, что касается, так, то есть крипту я вам в целом, надеюсь, объяснил, но я хочу вот, чтобы вы уяснили просто философию, да, самый важный момент крипты. Значит, никогда не доверяйте разным людям в телеграм-каналах, которые предлагают вам что-то обучить, какие-то схемы вам предоставить, взять вас в команду, трудоустроить в работе, связанной с криптой и так далее. Если вам там требуется, чтобы вы где-то кому-то перечислили какие-то деньги, либо какую-то крипту с кошелька на кошелек, либо на какую-то биржу, то высокий риск, что это просто скам. То вы перечислите деньги, и эти деньги у вас исчезнут всегда. Это имейте в виду. Научитесь там на небольших суммах делать обороты. Сделайте себе для начала криптокошелек на телефоне, например, Tron. Да, есть сеть Tron, это как раз TRC20. Да, то есть, соответственно, сделайте криптокошелек, допустим, Tron Link Pro, скачайте его на телефон. И научитесь туда, положите там, купите крипту, пусть она там полежит у вас, да, то есть ну, с этого кошелька на другой там перейдите, там посмотрите, как энергия у вас поменяется, bandwidth, там, как бы TRX там тоже нужно будет поменять, да, чтобы вы могли эти операции делать и прочее, прочее. Найдите какой-то обменник в своем городе, там, либо деревне, там, не знаю, да, пойдите, поменяйте там какую-то крипту, там, и прочее, прочее, то есть попробуйте все эти дела, чтобы хотя бы было такое базовое представление, как все это работает. И вы будете понимать, что это все очень легко и просто. Это максимально простой и удобный способ моментального перевода денег с любой точки планеты Земля в любую другую точку планеты Земля, там, где есть обменник. Минуя любые центральные банки, любую банковскую систему и так далее. Да, и тут философия криптоманов, на самом деле, она такая. Не клептоманов, а криптоманов, да, тех людей, которые связаны с криптой. Это ваши деньги, и вы сами решаете, как ими пользоваться. Никакая банковская система, никто не имеет права взимать с вас процент за то, чтобы, соответственно, провести какую-то транзакцию, да? Вводить против вас какие-то ограничения и так далее. Вы доверяете человеку, человек доверяет вам, вы хотите с ним поменяться активами. Вы меняетесь активами. Это ваше право. Это вот... А те, кто пытается вас ограничить в этом, это самые настоящие, значит, лица, которые хотят на вас нажиться. Они хотят либо свой процент туда включить, либо стать посредниками между вами, и за это тоже с вас что-то забрать и так далее. Да? И чем больше людей будут исповедовать эту идеологию, а ее будут исповедовать все больше и больше людей, потому что если у вас все выше уровня образования, да, то вы не хотите быть рабами банков, вы не хотите быть рабами банковского процента, да, вы хотите напрямую, значит, менять свои деньги, и чтобы функция обмена, вы знаете, да, что деньги выполняют 3 функции, соответствующие с классической теорией экономики, да, вот, чтобы функцию обмена выполняли лично вы, и никто не лез в ваш карман, да? Никакой банк, никакой ростовщик, никакой посредник не лез в ваш карман. Ну, собственно, и все. Вы, когда находите контрагента, который готов, там, это называется обменники, да, вот, есть обменники. По поводу обменников, кстати, да, давайте скажу. Заходите bestchange.ru, по-моему, или org, там, или com, bestchange, да, и там выбираете город, выбираете, какую крипту на какую поменять. Можете выбрать наличные доллары, поменять на USDT. Можете выбрать рубли, поменять на USDT. Можете поменять USDT на рубли, там, или на доллары наличные. И смотрите, какие обменники есть, по какому курсу они меняют. bestchange.ru или org, да, можете найти это, да. Ссылку я тоже постараюсь дать в описании, если не забуду. Вот к этому видео. Вот так работает крипта, да? Как бы, и она может вам помочь с переводом, значит, вашего имущества, с тем, чтобы, значит, ваше недвижимое имущество сделать движимым, например, да, и перевести его в какое-то другое государство, где
вы захотите, значит, иметь деньги на то, чтобы не сдохнуть с голода. Да? Как бы вот примерно так. Потому что высока вероятность, что путинский режим сделает все, чтобы вы остались ни с чем. Потому что при развале Советского Союза люди остались ни с чем. И сейчас все, что происходит, оно ведет к тому, чтобы граждане Российской Федерации остались ни с чем. Потому что Путин все, либо Путин захочет все забрать, либо те, кто победят Путина, ведут санкции против России, против россиян. У нас уже забрали стабилизационный фонд Российской Федерации, там 300 миллиардов долларов, по-моему, да? Вот просто взяли и тупо забрали, заморозили. То есть поделите 300 миллиардов долларов на 140 миллионов, да? Больше, чем 2000 долларов на каждого человека. Вот пусть мне вернут больше, чем 2000 баксов, которые они у меня сперли. Да? Это Путин, там эти, которые войну начали и так далее. Те, кто против них санкции наложил и так далее, кто арестовал это, они же у меня забрали эти деньги. У вас забрали эти деньги. Чтобы вы понимали, да? То есть Путин начал войну, а мы все должны страдать. То есть какого фига они Путина не расхерачат, не раздолбают его армию, не свергнут его режим? Они хитренькие, они ждут, чтобы мы все это сделали. Они хотят, чтобы мы подняли революцию. Для этого они, значит, делают свои вот эти и потом еще они хотят, они нас грабить хотят. Вот и все, чтобы вы понимали, да? То есть и там, и там, и там все хотят нас грабить. И потом, когда путинский режим закончится, они будут на нас, значит, делать всякие репарации, что мы должны платить им репарации. А вот за геноцид башкир они ни хера нам репарации не заплатили. И их путинское государство, ну не их, а вот именно путинское государство тоже не заплатило. Да? И они даже не признали геноцид башкир. Обратите на это внимание. И геноцид калмыков они не признали. И геноцид крымских татар они не признали. И геноцид чеченцев, ингушей и прочих народов они тоже не признали. А когда они, значит, победят путинскую армию, они хотят, чтобы, значит, мы были в числе тех, кто будет нести убытки от того, что Путин начал эту войну. То есть тут, опять же, существует некое лицемерие, двуличие и, соответственно, двойные стандарты. Ну вот, что нужно иметь в виду. Да? Поэтому, как бы, принимайте во внимание все, что я сказал. То есть спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Вот. И также имейте в виду, что не надо класть все яйца в одну корзину. Не надо класть все яйца в одну корзину. Это, наверное, тоже очень важный момент, который вы должны иметь. Ни в коем случае не кладите яйца в одну корзину в этом деглобализирующемся мире. Мир, по сути, делится на разные островки сейчас. И на каждом островке будут свои законы. В каких-то островках будут конфисковать имущество, в каких-то будут блокировать счета, в каких-то не будут. В каких-то будут всячески пытать, издеваться, значит, там, мешать развиваться, в каких-то будут, в принципе, нормально относиться там и прочее, прочее. То есть все абсолютно по-разному. Нет одного единого человечества, есть куча разных человечеств, потомков вида Homo sapiens, да? Вот, который пока что еще является одним видом, потому что при скрещивании их с друг другом потомство появляется, поэтому мы со всеми ними являемся одним видом. Но если мы по разным планетам разлетимся, то через примерно 500 тысяч лет, по-моему так, либо 5 миллионов, я точно цифру не помню, вот, наши потомки уже при скрещивании друг с другом не будут иметь общее потомство, и поэтому мы перестанем быть одним видом Homo sapiens, вот с этими вот другими товарищами, да, там и прочими. Вот это тоже нужно иметь в виду. Вот, соответственно, что нужно вообще понимать вам, как, значит, человеку и, возможно, людям, кто хочет эмигрировать за пределы Российской Федерации. Я вам, в принципе, обозначил, да, то есть вот про Турцию сказал, про Грузию сказал, про Аргентину сказал, про Кыргызстан сказал, там Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и прочее, да. Так, про США тоже сказал в целом, да, то есть про криптовалюту тоже в целом рассказал, немножко философии, более подробно вы смотрите на YouTube, изучайте вопрос. Ни в коем случае, да, если вы делаете обмен криптовалюты, вот просто замечание, да, не спутайте сеть. Если спутаете сеть, то ваши деньги пропали. Ну, как бы, вот просто имейте в виду. Потому что да, тот же самый Tether, USDT, да, он может быть в сети TRC20, а может быть в сети ETC, в сети эфириума, либо в какой-то другой сети. Если по другой сети послали, хотя даже криптокошелек правильный указали, то деньги исчезнут, потому что сеть другая. То есть от вас уйдут, а к адресату не придут. Поэтому, когда делают обмен, вначале посылают небольшую сумму, например, 10 тысяч долларов хотят перечислить. Вначале посылают там $50, 50 USDT послали,
тот человек получил, подтвердил, что получил, показал вам, да, он получил, все. После этого вы по тому же адресу, по той же сети посылаете 9950. Получаете их, да? Ну, тогда он, как бы, есть гарантия, что он получит. Вот примерно так все это работает. И ввиду того, что все время вводятся разные санкции, опять же, не доверяйте криптобиржам. Не держите там большие суммы. Если будут большие суммы на криптобирже, высока вероятность, что их оттуда либо хакеры украдут, либо, так как вы россияне, которые хотят бежать от войны и каким-то образом вывести свое нажитое имущество, да, и потому что вы не хотите сдохнуть с голода и каким-то образом кормить своих детей и так далее, они просто заблокируют ваши счета. И ту же самую криптобиржу возьмут, заблокируют, потому что у вас российское гражданство, вы там с российским гражданством зарегистрировались. Все. Ребята, что вы после этого будете делать? Не забывайте, это двуличный мир, в нем нету единых правил. Все будут пытаться грабить тех, кто бежит от войны. И спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Поэтому вам придется объединяться с такими же, как вы. Вам придется объединяться с такими же русскоязычными, вот, вне зависимости от их этнического состава, для того, чтобы прочие лица не могли вас дискриминировать, не могли вас грабить и не могли совершать над вами какие-то противоправные действия. Вот и все. То есть вы это имеете в виду. Да, поэтому как бы в иммиграционной среде не принято значит, там, обсуждать какие-то политические темы и прочее, прочее. Все понимают, все понимают, в какой они обстановке находятся, все видят, что нету никакого, значит, что это все двуличие, когда кто-то говорит, что там, значит, если вы против путинского режима, то мы против вас ничего не имеем, ля-ля-ля. Все это бред собачий. Все это полный собачий бред. Я еще раз повторяю, никакое из государств и организаций не признали геноцид башкир до сих пор. Никакое из государств не признали независимость Республики Башкортостан. Значит, да, никто из них не признал, не сделал даже паспорта для тех, кто против путинского режима. То есть, когда они говорят, что они против путинского режима, да, и не дают россиянам уехать, они втолкают людей на то, чтобы эти россияне шли в путинскую армию и воевали против Украины. Потому что люди убегают от мобилизации, они говорят, они голосуют ногами, они говорят, что мы не хотим воевать. Да? Дайте нам уехать. То есть дайте к вам приехать и у вас пожить. А в ответ им говорят, нет, ребятки, вы езжайте обратно, свергайте Путина. Идите в армию к Путину, воюйте там за него. Пусть вас посадят в тюрьму, пусть вас, значит, там будет путинский режим, ФСБшники вас будут шантажировать, там, значит, насиловать швабры в тюрьмах там, и прочее, прочее. Вот что они делают. То есть вы это должны понимать. И, соответственно, ну, как бы, какой ответ, такой привет. Какой привет, такой ответ. То есть, то же самое Турции касается, да? Вот Турция, она заявляет, государство Турция заявляет, что, типа, тюркский мир, тра-ля-ля, там они, тюркское единство, это вот такое государство, которое за тюркский мир. Пантюркизм, так называемый. Вот я вам сообщаю для вас специально, что я знаю нескольких татар и башкир, которым после 16 декабря 2022 года не продлили туристическое ВНЖ на территории Турции. Я знаю нескольких татар и башкир. Лично их знаю. Я более того скажу, большинству татар и башкир, кого я знаю, которые оказались на территории Турции и с кем я лично общался, не продлили ВНЖ в государстве Турция. И более того, я знаю многих казахов, у кого были проблемы с получением ВНЖ, именно туристическим. Как бы, да? Вот. И которые мне говорили, казахи это говорили, что вот там они считают, что казахи должны быть в Казахстане побольше, туда-сюда и так далее. Но с казахами это понятно. Там нужно, чтобы казахов было побольше и так далее. Но с башкирами и татарами это что там не ясно? Они убежали от войны. Да? Они убежали от значит, мобилизации, там, от путинского режима и так далее. То есть, и, значит, Турция, государство Турция, при этом, получается, на уровне государства вот, проводит такую политику. На уровне идеологии и пропаганды говорится о том, что вот, значит, они якобы тюркский мир, поддержка патриотизма, тюркского мира и прочее. На деле, фактически, нифига подобного. Это все пустые слова. То есть они просто элементарную вещь, когда люди приехали и просто дать им ВНЖ, чтобы, значит, они могли просто нормально жить какое-то время, они этого не делают. Да? То есть это проявление двуличия, с моей стороны, это проявление двуличия однозначно.
С другой стороны, большинство турков, они позитивно относятся к людям тюркской национальности. То есть, как это обычно происходит. Вот если ты едешь в машине, какие-нибудь полицейские тебя тормозят, например, случайно там, да, и, ну, видят у тебя российские номера и тормозят. И, соответственно, так, о, казах, казах, то есть ты даже не говоришь, что ты казах. Они как бы по внешнему виду пытаются тебя определить, кто ты такой. И, видимо, я похож на казах. То есть где-то в процентах 50 случаях я считался казахом, в процентах 30 случаях я считался татаром, ну, в остальных случаях там я считался узбеком и там и какие-то другие варианты, как бы, да, вот. То есть они вот так, о, казах, казах, о, татар, татар, там, и так далее, там, как бы, и, в общем, и проезжаешь, как бы, да, то есть тебе там салам алейкум, там, и вперед, как бы, вот, примерно так, как бы, да, вот это работает. То есть на уровне, соответственно, людей, именно населения, там в целом, как бы, ну, такое в целом нормальное, хорошее отношение. На уровне государства, чтобы государство именно для представителей тюркских народов, как бы, давало ВНЖ и прочее, такого нету. Хотя я знаю, что там есть адвокаты, и там есть закон, в соответствии с которым представители тюркских народов могут получить гражданство Турции. Там это дорого стоит, нужно судиться, там что-то доказывать, туда-сюда. И, в принципе, в этом случае они могут получить гражданство Турции. Такое есть, насколько мне известно. Более детально это я не знаю, но, в принципе, вы можете это посмотреть. Вот, да, то есть, как бы, ну вот почему-то именно с ВНЖ вопрос не был решен. Если кто-то смотрит меня из Турции, да, вот там и так далее, вот вы имеете возможность этот вопрос проработать и поднять на уровне этого государства, я предлагаю вам это сделать. То есть, если они декларируют поддержку тюркских народов, то будьте добры, то немногочисленная башкиро-татарскую диаспору, которая уехала от войны, от Путина на территорию Турции, ну, сделайте хотя бы такое, что вот если ты, значит, родился на территории Башкортостана либо Татарстана, и у тебя либо башкирская, либо татарская фамилия, ну, что типа ВНЖ им, значит, дается по каким-то льготным условиям и хотя бы продлевается там и прочее, прочее. Это же элементарно, это можно сделать. И это будет способствовать дружбе народов, как раз подтверждению тому, что, значит, те слова, которые в их идеологии они произносят и прочее, это не пустой звук и так далее. Это же не требуется того, чтобы они принимали участие там в войне, как этот случай с Азербайджаном там, и прочее. Это простая вещь. Это просто ВНЖ продлить. Элементарная вещь, продлить ВНЖ. Как бы, да? Если они это не делают, это показатель того, что что-то у них слова расходятся с делом. Да? А слова не должны расходиться с делом. Вот. Так что вот этот момент, значит, касательно Турции, значит, я вам тоже обозначил. Касательно других государств тоже в целом обозначил, да? Так, что еще вам рассказать-то? Сейчас уже я вот 2 часа 7 минут 20 секунд рассказываю вам про релокацию в разные страны, какие рекомендации вам дать. Ну, в целом, наверное, я основные вопросы осветил в этом видео, которое оказалось достаточно длинным. Вот, тем не менее, я это видео выложу. Смотрите на здоровье. Ссылки на разные телеграм-каналы и разные другие источники информации полезные будут внизу в описании к этому видео. Вот. Смотрите. Знайте, что релокация — это очень важный момент. Иммиграция. Знайте, что правильно выберите государство, куда вы хотите уехать. Выберите его правильно. Взвесьте все за и против. Посмотрите разные YouTube-каналы про эти государства. Почувствуйте, что для вас ближе всего, что вам больше всего нравится. Да? Знаете, что в Штатах, вот, допустим, про Штаты я вам расскажу. В Штатах, значит, если вы по CBP-1 прошли, то вы долгое время будете ждать суда. Но, в принципе, сейчас по CBP-1 люди получают право на работу, то есть имеют право уже как нормальный белый человек. Ну, белый человек — это не проявление расизма, а такое выражение, да, то есть как нормальный гражданин, ну, как нормальный резидент, давайте так скажем, иметь нормальную работу, так называемый work authorization. Ну, в принципе, если вы сразу подадите все документы, то вы через уже 4-5 месяцев сможете его получить и, в принципе, уже можете искать любую работу.
Ну, единственное, вы, наверное, не сможете стать президентом США, потому что вы не являетесь еще гражданином США и не имеете права там избираться. Но стать каким-нибудь там айтишником, значит, каким-нибудь финансистом, в каких-то других работах работать вы уже будете иметь полное право. Да? Вот. А бизнес организовать, LLC, то есть Limited Liability Company открыть и так далее, вы можете хоть с самого начала, хоть с самый первый день, как туда въехали. Также имейте в виду, что адаптация там достаточно сложная. То есть, если у вас мало денег вы привезли и вас по дороге, допустим, обворовали где-то из промежуточных государств, что у вас практически ничего нет, ну, то есть, тогда вам будет достаточно сложно. Как бы, да, достаточно сложно. Но для этого есть система шелтеров, которые перезаполнены, но в которых, в принципе, можно переночевать там, да, и вообще жить. Есть фудбанки, в которых раздают еду и так далее. Есть какие-то работы за кэш, за наличные деньги, там, мувинг и прочее, прочее. И в демократических штатах это вполне объяснимо, если вы на суде скажете, что вы работали за кэш, потому что, соответственно, вам нужно вообще на что-то жить. То есть это не возбраняется. Вот. В целом в Штатах экономика сейчас не в самой хорошей форме, есть определенный кризис, но при этом доходы выше российских в несколько раз, это однозначно. Но и жизнь намного дороже. Да, то есть все это на YouTube, на разных каналах вы можете посмотреть. И жизнь в Штатах зависит от штата к штату. То есть в одном штате дороже, в другом дешевле, в одном штате есть налоги, в другом нет налогов, там каких-то и прочее, прочее. Да? То есть все везде по-разному. Это очень разнообразные государства. И также имейте в виду, что люди, которые, значит, по политубежищу сюда едут, они едут в демократические штаты. В основном это Нью-Йорк и Калифорния. Потому что здесь выше шанс получить ПУ. Да, соответственно, вот эти моменты тоже имейте в виду. И куча разных других нюансов, которые вы, в принципе, можете посмотреть в разных телеграм-каналах, на YouTube-канале там узнать и прочее, прочее. Да? Вот. Что еще вам рассказать-то? Делайте выбор правильно, в какое государство вам переезжать и переезжать ли вам вообще. Да? Правильно спланируйте все, правильно, значит, понимаете свои жизненные приоритеты и цели, правильно оцените свои ресурсы, которыми вы обладаете, для того, чтобы то, что сделать, да, там, то, что вы планируете делать. Значит, еще раз повторюсь, я знаю, что большинство башкир уезжали в Казахстан, когда вот мобилизация началась, да, и потом многие из них вернулись, но при этом я знаю, что много казахов вот здесь, значит, допустим, в Лос-Анджелесе, в каких-то других городах, и они из Казахстана сюда едут через десяток разных других государств, пробираясь через джунгли, ночуя, значит, в багажниках автомобилей там и прочее, прочее. Значит, ну, значит, какой-то смысл в этом они видят. Хотя при этом я слышал, что многие казахи, которые раньше занимались мувингом, они, значит, вернулись в Казахстан. Также я знаю, что вот некоторые москвичи, например, тут им надоело, полгода прожили в Штатах, и они вернулись в Москву. То есть разные бывают случаи, да, все совершенно по-разному. И раз на раз не приходится. Из минусов Штатов я вам могу совершенно точно сказать, это наркомания, и это большое количество бомжей, особенно в штате Калифорния, их очень много наблюдается, но и не только там. И наркоманы, они концентрируются в специальных районах, в даунтауне, в самом центре. То есть ты ожидаешь увидеть, что это центр, это красиво, это все убрано, уютно, туристы ходят и так далее, а там валяются наркоманы. Это не алкоголики, это наркоманы. Значит, ночуют там в палатках, либо просто лежат, там пахнет мочой, прочее, прочее и так далее. Ну, вот. С точки зрения философии, значит, и философии свободы, видимо, это называется, что свобода сдохнуть. Ну, то есть человек имеет свободу употреблять наркотики. Ну, человек хочет употреблять наркотики и употребляет наркотики. Соответственно, наверное, это так же, как вот в фильме «Шоссе в никуда». Если вы там помните, там есть эпизод в этом фильме «Шоссе в никуда».
где, значит, мать искала своего сына, который стал наркоманом. Эйфория, по-моему, называется. Там вот этот препарат, он там, значит, трубочку делал, вдыхал эту эйфорию и получал кайф. Да? Вот, собственно, с другой стороны, ну, также известно, что более 50 тысяч человек, американцев, каждый год погибает от передозировки наркотиками. Больше 50 тысяч в год от передозировки наркотиками, чтобы вы понимали. Да? И это основная статья смертности в Соединенных Штатах Америки. Это больше, чем от ДТП, больше, чем от инсультов, инфарктов там, и прочих причин смерти. То есть от наркотиков погибает больше всего людей. И у меня есть подозрение, что система медицины имеет к этому непосредственное отношение тоже. Потому что здесь очень часто выписывают антидепрессанты. Человек подсиживается на антидепрессанты, и после этого он не может с них слезть, либо слишком сильно привыкает, они влияют на мозг, ему хочется еще больше, больше, больше какого-то такого наркотического вещества, и он постепенно начинает курить марихуану, которая здесь легализована, по крайней мере, в штате Калифорния, да, и так далее, и так далее. А когда ты покуришь марихуану, ты просто расслабленный. Ты просто расслабленный, тебе вообще ничего не охота делать, такой веселый, расслабленный, все хорошо, и тебе плевать, что ты бомж. Примерно так это работает. Да, и в связи с этим я категорически не рекомендую никому употреблять какие-либо наркотики. И я надеюсь, по законам США, в которых нахожусь, я имею право не употреблять наркотики. И имею право рекомендовать людям не употреблять наркотики. Я признаю право людей на свободу и их свободный выбор употреблять наркотики. Но при этом я рекомендую не употреблять их. Да? Это мое право рекомендовать не употреблять. Поэтому меня нельзя обвинить в том, что, значит, я каким-то образом негативно воздействую на наркоманов. Они, может быть, меня услышали, но не послушали. А я имею право высказывать свою точку зрения. Поэтому я еще раз говорю, не употребляйте наркотики, даже такие, как бы легкие, которые считаются как марихуана. Вот. Чтобы вам там не говорили, что это, значит, там полезно в малых дозах, ля-ля, там морфий, там туда-сюда, там. В общем, прочее, прочее. Ну, зачем? Это не нужно. Ну. Дальше, что еще бы вам хотел бы сказать? Даже не знаю, что вам еще сказать. Ну, я думаю так, что если вы, значит, одинокий молодой человек, то есть у вас нет жены, детей, ну, если даже есть жена, но нет детей, ну, либо вы вообще один, как бы не женатый, да, и вам до 25-30 лет, то есть вам, допустим, от 18 до 25-30 лет, то, и вы, допустим, с какой-то башкирской деревни, да, то как бы, ну, я думаю, что вам бы вообще имело смысл уехать именно в США. То есть, вот мое мнение такое, как бы, да. Вот. Если у вас какие-то другие варианты с вами, то есть, как бы, то тут уже сами решайте. Как бы, я уже не советник, потому что с детьми это сложнее, там, и прочее, прочее. То есть, как бы, но это возможно. Школы здесь бесплатные, детские садики платные. Вот. Примерно так. Жизнь дорогая относительно, но все от штата к штату меняется. Ну, с голоду помереть тут сложно. Тут просто тупо есть шелтеры, где можно жить и где раздают еду, да, и тут тупо есть фудбанки, в которых можно эту еду за бесплатно брать, поэтому с голоду помереть здесь сложно, как бы, да, вот. Но основная статья расходов — это жилье. Это жилье. Также тут есть такое понятие, как credit score. Без нормального credit score вы не сможете снять нормальное жилье. А чтобы получить credit score, вам нужно кредитную карту. И эту кредитную карту, там по ней нужно, соответственно, гонять бабки, ну, как минимум полгода, чтобы этот кредит скор появился, да, то есть тоже имейте в виду, что вам нужно сразу же делать кредитную карту себе, допустим, Bank of America, он легче всего делает их, и, соответственно, делать кредит скор себе, да, то есть и следить, чтобы вы вовремя всегда свой кредит погашали, то есть положили на кредиторку деньги с дебетовой карты, то есть как это происходит? Открываете себе дебетовую карту Bank of America
и открываете себе кредитовую, secure, так называемый кредит-карт, вторую кредитовую карту, да, и кладете с дебетовой на дебетовую, с дебетовой на кредитовую, внутри прям приложения эти деньги, и покупаете там примерно на 10% от вашего лимита. Вот, например, у меня лимит $400. Я заправляюсь бензином на $40, например, да, это как раз 10%. И сразу же с дебетовой эти $40 на кредитовую коду. И получается, я все время использую по 10% от своего кредитного лимита на кредитной карте и сразу их погашаю. Для чего я это делаю? Для того, чтобы, значит, я не знаю, это на самом деле тупость, да, но вот так вот работает банковская система Америки, как бы, да, то есть я таким образом демонстрирую, наверное, какому-то там всевидящему оку, Федеральной резервной системе или банкстерам вот этим вот всяким, да, которые по некоторым данным очень всемогущие, значит, свою кредитоспособность и прочее, прочее. В общем, вот. И теоретически через 6 месяцев, после того, как все это начал делать, у меня должен там появиться в приложении Bank of America какой-то FICO скоринг. Я там должен видеть, какой у меня там кредитный рейтинг. Да? Вот так это работает. Пока это у меня не появилось, через несколько месяцев появится. Я вам, надеюсь, более подробно это расскажу. Вот. Тут еще есть система чеков. То есть все эти чеки, они уже немножко устарели, но здесь все это продолжает работать. Также система почт. Они по почте отправляют все. То есть просто вот, допустим, ты оформляешь какую-то, что ты пытаешься оформить через интернет. Оформил какую-то карточку пытаешься. Послал им запрос, написал свой адрес, послал. Они присылают тебе письмо. В письме написано: уважаемый Шамиль такой-то, мы там отказали вам открыть там такой-то счет, потому-то. Ну, так они что, не могут в электронной почте мне это присылать? Да, то есть... И какой смысл им даже с отказом посылать? Ну, отказали, так отказали. То есть, если да, то пришлите то, что я заказал. Если нет, то зачем еще что-то присылать? Они специально присылают письмо, где написано, что они это отказали, толя, тополя. То есть, как бы, при этом можно же просто взять мою электронную почту и послать туда. И сэкономить и мое время, и время почты, и время почтальона, да, и как бы, и так далее. То есть, ну, как бы, вот, почему-то вот так работает система. То есть, именно бумажные письма, которые посылают, как бы, ну, вот так вот принято здесь. Это обычные, наверное, такие, обычные делового оборота. Хотя в банках можно поставить галочку, что я соглашаюсь получать все в электронном виде, банковские выписки, соответственно, чтобы не получать их по почте. Я подозреваю, что у них есть закон, в соответствии с которым они обязаны каждый месяц свои банковские выписки посылать, например, по почте, именно USPS или там FedEx, либо какие-то другие вот эти вот. И поэтому они вот все это делают. Как бы, да? Но я заранее готов не получать все это по бумажной почте, а получать на электронной почте. Мне так удобнее. Вот, да? Вот, как бы, ну, вот такие вот есть нюансы. Вот. Есть нюансы, связанные с тем, что вот, чтобы, допустим, страховку сделать, мне все время приходится звонить. То есть я просто звоню все время человеку и прошу: снимите вы, наконец, у меня эти деньги с моего счета, снимите, пожалуйста, их. То есть и ждешь, когда у тебя снимут эти деньги. То есть там нет такого, что вот они тебе дали реквизиты, ты, значит, посылаешь по этим реквизитам и все нормально, вот, да, как в некоторых российских банках. Нет, ты ждешь. Причем я знаю истории, когда, значит, люди автоплатеж делали, ну, думают, что вот автоплатеж, значит, сами в определенную дату месяца деньги сами спишутся. А нифига, они берут и не списываются. Система лагает. То есть вот это на самом деле несколько странно, да, то есть вот такие неэффективности здесь достаточно часто наблюдаются в некоторых областях. Некоторые законы кажутся вообще странными. Вот, например, ну ладно, я не буду комментировать, то есть, короче, есть очень странные законы, которые я реально не понимаю, то есть они за пределами моей логики, но они реально существуют. То есть я не понимаю, в чем логика, да, и вот есть моменты, связанные, например, с рынком труда, да, вот смотрите, с чем это связано. Ну, пример конкретный. По законам экономики всем известно, если ты устанавливаешь цену, которая выше равновесной, то это увеличивает предложение и уменьшает спрос. Потому что есть кривая спроса, есть кривая предложения. Соответственно, если вы минимальную зарплату ставите выше равновесной, то это приведет к безработице, к росту безработицы. Потому что количество предприятий, которые будут платить
готовы платить именно ту зарплату, которая выше равновесной, ну, будет меньше, да? И вот равенство между величиной спроса и величиной предложения труда будет составлять как раз уровень безработицы, ну, безработицу, количество безработных. Так, вопреки вот этому элементарному моменту, на территории США значит, вопреки этому моменту на территории США вот есть такие моменты, где просто тупо устанавливают высокую зарплату, минимальную, и одновременно у них там же присутствует высокий уровень безработицы. Они сами создают высокий уровень безработицы тем, что установили такую высокую минимальную зарплату, получается. Такие моменты присутствуют. Вот. Ну и прочие моменты, например, вот для иммигрантов, да, они достаточно долго выдают право на разрешение на работу. Я знаю случаи, люди годами ждут разрешения на работу и до сих пор не могут дождаться. Ну, как бы, да, то есть, ну, если квалифицированная рабочая сила приехала, люди с высшими образованиями, да, которые готовы поднимать американскую экономику, может быть, имеет смысл побыстрее им дать право на работу, чтобы они там грузчиками не работали, да, чем-то другим занимались. Потому что, когда я был в 2001 году, я в Нью-Йорке, да, тогда, вот тогда я как-то стоял в узбекском квартале на мувинге, там, как бы, да, там стоишь на мувинге, ждешь, когда кто-то подъедет на грузовичке, заберет вас, там, и ты вместе с ним там едешь, значит, грузить там для переезда что-то, да. Так со мной стоял профессор, московский профессор со мной стоял, ему было 40 с чем-то лет. Московский профессор стоит со мной, значит, со студентом, и мы оба с ним грузчики. 2001 год, Нью-Йорк. Вы понимаете, да? Вот. Сейчас мне самому уже 41 год. Я, конечно, не профессор, но, как бы, но уже не студент, как бы, да? Вот. И это не Нью-Йорк, не Нью-Йорк. Но тем не менее, то есть, вы понимаете, да, к чему я это говорю? То есть, может быть, блин, как-то там, не знаю, систему усовершенствовать. То есть, если Америке нужны квалифицированные кадры, если ей нужен рост ВВП и прочие разные моменты, может быть, им как-то учесть все эти моменты, да, которые я сказал. Вот мне так кажется. Вот, потому что, ну, здесь ВВП, деньги, финансы и прочие моменты, они играют значение, да, то есть, и об этом надо думать, как бы, да, и в том числе и с этих позиций, с этой точки зрения. Вот. Ну, в конце я хочу сказать, что если вы вдруг надумаете в какое-то государство из Российской Федерации переезжать, то будьте уверены, что это будет очень весело, необычно, интересно. Вот. Будьте готовы к разным сюрпризам. Я еще раз повторяю вам, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Никто вас спасать не будет, если вы будете тонуть. Возможно, что если вы будете тонуть, в вас будут кидать камни, чтобы вы быстрее утонули. То есть, как бы, да, вот. Поэтому просто имейте в виду и вот не думайте, что вас кто-то будет спасать. То есть, поэтому, исходя из этого, вы должны спасать себя сами. Спасайте себя сами. И будьте готовы к тому, чтобы себя спасать. Потому что никому вы нахер не нужны, кроме самого себя. И никто, кроме вас самого, вас не поймет. Никакое государство, никакая демократия, никакие, значит, институты, никакая оппозиция, никакие, значит, там политические силы. Все, что происходит, все то лицемерие, те двойные стандарты, которые происходят, они демонстрируют ровно то, что я вам сейчас сказал. Вот. И вам придется объединяться с такими же людьми, которые бегут от войны, которые против политического режима, которые говорят с вами на одном языке, если вы хотите выжить в чужом государстве. Нравится вам это или не нравится, но это факт. И это тоже имейте в виду. Вот. Так что вот такие, наверное, базовые вещи я вам обозначил. Вот. Как бы, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, вы можете их мне задать по этому поводу. Я достаточно широко прошелся по ряду государств.
по условиям иммиграции в них, которые актуальны на текущий момент, да, и, в общем, вы сами решаете, что и как делать. Ну, какие-то более подробные вопросы, там, если вы хотите, вы можете мне их задать. Мой контакт будет, соответственно, в описании к этому видео. На этом все. Видите, я уже говорил 2,5, 29 секунд, 25 секунд. 29 минут 25 секунд. Давайте 2,5 часа, в общем, до свидания.